никаких пустых аватарок, никаких белых окошек и все тому подобное. Не надо. Салам алейкум. Башлам, какую лепту внесли ногчи в борьбе черкесов, кроме периода шейх Мансура? Башлам, какую лепту внесли ногчи в борьбе черкесов, адыгов? Очень большую лепту внесли. Со времен шейха Мансура, если ты имеешь в виду, все, кто непосредственно просил убежище, убегал от князей черкесских, называйте как хотите, кабардинских, любых других, они все получали, простые люди, братья адыги получали поддержку и убежище на чеченской земле. Первое. Второе. От братьев черкесов, адыгов, их дети получали религиозное и светское образование в школах религиозных и светских, которые здесь есть, получали образование на территории Чечни. Это второе. Третье. Всегда взаимоотношения между черкесами и чеченцами были наилучшими. Несмотря на то, что некоторые беки или князья адыгские, конечно же, с ними и воевали, вне всякого сомнения. Были небольшие, как говорится, военные столкновения, вне всякого сомнения. Поэтому, что именно, больше еще, что нужно делать, если братья адыги доверяли самое дорогое? Не забывайте, детей не простых, а детей княжеских в основном, и знати адыгской, черкесской, получали религиозное и духовное образование на территории Нохчичуя. Поэтому это очень важно и очень значимо. Я уже не говорю о том, что остальное, что во время боевых действий, первые столкновения всегда, когда шли завоевывать Кавказ, в основном шло с северной части. Конечно, там и была Персия, но Персия в основном останавливалась не дальше, проходила не дальше Дагестана, то есть в пределах Дагестана. Там многочисленные народы всегда восставали, противостояли персидским шахам, но где как по мере возможности. Чеченцы раньше приняли ислам, чем адыги как народ, да, конечно же. Конечно. Ташу Хаджи Саясанский до самой Адыгеи доходил с проповедями религиозными. Вот, конечно, тут ислам, проникновение ислама было с востока, абсолютно верно, востока, с Дербента, вот с этой стороны ислам проникал на территорию. Вот. У нас и до ислама, то есть как бы до распространения, религиозного распространения с черкесами, с адыгами, братьями адыгами были очень хорошие взаимоотношения. Вот. Теперь не забывайте, что территория черкесов соприкасалась только с чеченцами. Карта была иная, нежели чем сейчас. Башлам, помнишь, во времена клуба Ахмат патриотично ездили на мертвый город, расскажи о нем что-нибудь. Ну, что можно рассказать о мертвом городе Цойпиде? Это родина Мелхисти Мохбуиза, это циклопические строения, которым 1200, солнечные сохранения 1300 лет. Вот это очень значимая историческая часть нашей родины. Поэтому я думаю, что еще полностью не изучено, так сказать, многие моменты в Мелхисте. Адыги очень непубличные. Адыги, к сожалению, разбросаны по всему миру. Фактически 80-90% всех адыгов разбросаны по всем. Считается, что мы одними из самых, как сказать, разбросанных обществ и народов во всем мире являются черкесы и армяне. Ну, армяне на первом месте, а адыги, черкесы на втором месте. То есть больше всего даже. А если говорить именно касаемо родины, то черкесы на первом месте.
То есть потеряли больше всего земель, потеряли больше всего людей. И на родине сегодня в Адыгее и Карачаево-Черкесии меньше народа, само собой, чем в Армении армян. То есть в этом случае братья адыги и черкесы потеряли, адыги, правильно сказать, если потеряли намного больше, чем армяне. У армян в основном было добровольное переселение, а у адыгов насильственное переселение было. Война, обман, продажа в рабство людей, хотя они переселялись в надежде на атаманскую Турцию, что там-то будет лучше, нежели чем завоеванной царской России. Но, к сожалению, многие достойные братья черкесы, может быть, и получили место, но, насколько я знаю, исторически считается, что большая несправедливость в отношении нашим братьям Адыге произошла именно вот так вот. Посмотри последний ролик из Ютуба, там один Илюша интересно говорит. У меня нету в Ютубе канала. Değerli selamlar, başlayan видео генерсон Иляси. Но скоро и мы с тобой увидимся, да, у вас, Султана, иншаллах. Башлан, почему все-таки турки не приняли адыгов как гостей, как думаешь? Ну, они приняли, они немножко не рассчитали свои силы, поэтому, я думаю, там не только их, и чеченцев то же самое, когда они попали в эти земли, чеченцев, вот эти 5000 семей, 3500 остальных тейпов там чеченских, 1500 уарстхоевцев и 100 семей ингушских, которые, когда переселились, увидели, на какие земли их заселили, пустые, беспочвенные, такие, ну, как бы со скудной почвой. Они ринулись обратно, и произошло боевое столкновение. С одной стороны царская Россия выставила кордон, с другой стороны атаманская Турция. Вот так вот пришлось боями, кровавыми боями прорываться. Многие погибли там. Он Эйфелева башня, ты хажуш балкон ези или башлами. Эфире хаж балкон ез, выбирай. Сильное, конечно, заявление. Все земли принадлежали не султану. Все земли принадлежали не султану. Ну, Керла Зама 95. Я не говорю, речи нету, принадлежали ли султану или не принадлежали. Если ты дал обещание, если была договоренность, то ты должен был принять их достойным образом. Об этом речь идет. Хотя я не знаю, честно сказать, если бы это было бы, если мы бы были вместо них, как бы у нас это все получилось. Но я хочу сказать одно. Адыги, которые попросили или переселились в Чечню, они никогда не чувствовали себя ущемленными и считались полноценными членами общества нашей родины Нохчичу. Ну, Керлазаму это уже второстепенный вопрос. Ответственность перед людьми лежала на султане. И он должен был полным образом сделать так, чтобы эти люди все достойно переселившись туда в надежде, что это исламская, атаманская Турция, люди рассчитывали на это, поэтому я не обсуждаю его и ни в коем случае не говорю, что, ну, вы у меня спросили, я вам ответил. Я же не говорю, хорошо или плохо, я вам говорю об исторических, как говорится, фактах. Ассаламу алейкум. Кракин шьюма бог халсецваш псидах и телетр. Уважаемые мои братья, по поводу вот этого видео про псидах, что разгромить чеченские дома, это старое видео, этому видео уже 3 года. Просто-напросто сейчас, может, она получила какую-то огласку. Это еще с 2018 года видео. Поэтому я прошу не распространять его, как будто это произошло только что. Это старое видео, это еще до отставки Юнусбека Евкурова, это видео. Если я не ошибаюсь, по крайней мере, мы его видели еще с 2018 года. Вот, поэтому
распространение данного ролика считаю немножко запоздалым. Не немножко, а на целых, так сказать, 3 года. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. У султана была одна цель — переселить армян в Россию, чтобы тишина была в государстве. Чуть не зайду, пока не скажу, что там. Короче, у каждого свои баталии. Да, брат Мансур, ситуация, он, вот то, что я знаю, я сказал тебе, а там, конечно же, решать вам, как и что. Надеюсь, что каждый сделает для себя вывод. Просто есть информация свежая и запоздалая. Я вам говорю, как есть. Башлам, я тут решила посмотреть на тебя. Ты что, помолодел? Да, Амина. Такой, какой есть. О, брат Харван Садулаев, Эльстаншоевский, Туз Хабиан Хой. Харван Салам Маршал Довек. Но там вообще смонтированное видео, и непонятно, что он там говорит. Все это провокация. Ассалам алейкум, ажри. Ва алейкум ассалам Алеппо. Эш сумма мертвых, айна маваться. Это я просто по возможности. Качвельчем, ишь там атошка, антушун. Ударь за Кавкасиан малай, ошаче бля. Свободил. Кюзген чуаш. Кавкасиан малай. Да. Алхан юртар, вежериш ксалам маршалду. Ва алейкум салам. Фокс Чечена. Алхамдулилlah, Мадгер. День, мог что. Живые, здоровые. Вот. Хилу ахила. Пока хал ишду. Да. Ой, мкапка сяшма, да, Йоши Чиволя. Бошлами 25 лет. А если 25 товары, дико выходит здоровье. Tas бы еще было бы столько времени. А на самом деле у нас его нету. Дикаду башлам уж. Ва алейкум ассалам. Ассалам. Мескер уртир салам машу. Мескер уртир. Мескер юртар аларта. Мескер юртар вежи салам машу. Башлам. Когда ты не понял. Когда ты засыпаешь и когда просыпаешься, у тебя, думаю, будет хроническая бессонница. Засыпаю я в часа 3 или 4, просыпаюсь в основном потом засыпаю, просыпаюсь где-то в часов 10. Вот, выходные дни сплю чуть побольше, до 12 часов. Да, вот так. Сон нормальный. Башлам, морщины разглаживаешь, методика неверная. Фатим, я не пытаюсь морщины, у меня брови просто слишком добрые, не люблю я добрые брови, поэтому пытаюсь их как-то более злыми сделать, но не получается. Башлам, я сама не читала, слышала одну аудиозапись о том, что чеченцы приняли ислам очень давно, и что Сурумку, я слышал про Сурумку и Багдац. Это не подтвердилось. Что касается ислам приняли в 9-10 веке, это да. Вот как бы проникновение еще ислама со времен Умара бин Хаттаба, то есть его этих асхабов. Я бы не смог так, честно говоря. Ты смотрел видео Токио, оказывается, их был называется, да, нет. Недаром про Токио не смотрел, правда, Башлам, правда, говорит фактами из истории. Азор ДРС, пытаюсь, по крайней мере. Пытаюсь, брови добрые. Да, Джози, не люблю. Вот такие добрые, вот если бы вот такие злые были бы хорошо. А то ты, когда добрые люди, к тебе относятся нехорошо. К добрым людям всегда нехорошо относятся.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Дади Дуатта. Хорошее название ника. К суровым людям относятся по-своему, к добрым по-своему. Ну, каждому, как говорится, свое. Сделай брови, как у имама Шамиля. Как у имама Шамиля брови я делать не буду. И если я буду делать брови, я буду делать как у шейх Мансура или Байсангура Биноевского, или у Зельмахана Харачоевского, или у Бейбулата Таймиева. У меня есть свои национальные герои. Я люблю, ценю своих героев. Вы уж извините, мне другие не нужны. Мне ближе свое. И сегодня первый задонатил брат Дишнинский Ахмад. Дишни Ахмад, да, саевала донат. Бодисна гезершка содолил өзендер. У каждого своего героя. Поэтому каждый волен выбирать свое. Я не знаю, Вежри, но честно вам скажу, какие бы кто бы ни пытался делать, но взаимоотношения между черкесами, адыгами и чеченцами всегда были великолепны. Даже в современное время, то, что сделал министр юстиции, он в то время был, да, Калмыков, фамилия, если я не ошибаюсь, вот это уже о многом говорит. Асланбек, чеченский волк, задонатил. Асланбек дал саадуэль. Дал сидуэль. Ахмад, хадишни вацар тайпан. Бяхма билла ваша сугелве алхерон. Саадишни убош ворон. Хайдир вала. Ахмад дал сидуэль, дал саадуэль. Башлам дал сидуэль. Дерез хилкиборг. Дал духуахуэль. Бяхму Берлиш, Башлам. Раньше свидетельство о рождении выпускалось на чеченском и ингушском наряду с русскими. В чем проблема сегодня такие документы? Гендергно. Ой, вообще дигду Ахмад Гендергноевский. Все, первый сегодня задонатил Ахмад Гендергноевский. Энтирвала ваша. А Гендергновала, а косунки улевух. Дерес, иншалла, цадухвай. С Шичуэ Бугендергной. Башлам, если представители одной национальности много поколений подряд женятся на представительнице другой нации, то их ДНК меняется? Нет, такого я не слышал. Так, и дала Вой мелца диесчан ирси гойтил эла Луиз دانهتاتين لويز دال دق يا أخي ويلو دال سي دوالها دال بودиснег إزرشка содолилха везендер. Что тут Галларова? Здесь ничего, все тихо, мирно, молча, дружно, великолепно. Общаемся, задаем вопросы, пытаемся ответить, когда как получается. Так, ассалам алейкум. Так, ва алейкум ассалам. Масерги башлам маршал делир маршал хилшунда. Хангергер доч дат стейпрат. Садука шичуай бу вежри. Сашичуай будука. Не жри, дей жри. Это я еще и половину не назвал. А, это хорошо. Да, расскажи, сколько ты получил денег со вчерашнего эфира. Не проблема, если тебе так интересно. 1840 рублей, кажется. Вот то, что вчера я заработал, грубо говоря. Ну, если ты так переживаешь за это, скоро
этого канала не будет, поведал мне ведающий голос. Какого канала не будет? Да, вместе с спиралевидной молекулой появится в виде тетрагонального. Чермо денанюца. Чермо денаню. Саденана ломаз юртар чермою. Ломаз юрта айл юрта зант хуай чермой саденен ау гергернахбу. Садеши чуай зант хуай бу вождеши чуай чермой бу. Айл юрт ломаз юртар гергернахбу. Башлам хан сүйет жижгелныш я ой хо. Детален гюта ваша до 6 я завтра занят. Мало за твою хорошую керлазаму. Вы знаете, когда говорят сохор тайпану, вот тайпану, люди или не знают, что все нас тайп участвуют, потому что наши бабушки, прабабушки и так далее имели разные тайпы и внесли в нас. Тайпы нужно знать, нужно передавать своим детям, всем нужно знать, какие тайпы. Нету никакой разницы, какого тайпа. Самое главное, что мы один единый народ. Разнообразность наших исконных тайпов, это только украшает и укрепляет нашу национальную идею. Поэтому тайп знать нужно. Башла после 6 я цемег. После 6 я мег. Ассалам алейкум. Тикток чуах. Да клохон эфишяш. Да клохон эфишяш. Цахети соваша обочен. Тейп идет от отца, причем бабушки. Сову айлюр дарзанко. Значит, хо сагергер не слушал. Вот. И я сохара чую. Хорошо, хаз нохчи тайпду, шир нохчи тайпду. Сом яцай не ёлс бено айткалар. Башлам, ты помолодел, что случилось с тобой? Я поправил бороду, больше ничего не сделал. Не знаю, помолодел я или нет. А так такой, какой есть уже. Просто чуть-чуть бороду поправил. И брат Ильяс болт узо задонатитина Ильяс дал сидуэла дал духуахуэл болдиснег эзершка содолил хавизендер. И от Альви Арбиевича тоже донат. Альви дал садуэл болдиснег эзершка содолил хавизендер. Дала духдах туэлшу. Приятно. Ну, я же не такой старый, как вы думаете. На самом деле, мне и 40 нету. Я не говорю, что 40 лет это старый. Цабаш у нас сразу. Эш там, ацажим кячуэч, кампиацан, хаздовш, кантху. Нашел Не, Фатим, не нашел. Не нашел, просто-напросто. Салам алейкум, башлам, купил крем для омолаживания. Это вместо галышма. Это такие вот джузи, хуно, юсо. Цадиц, герч, то, герца, герч, дюц, ас. С каждым новым заявлением Бузуртана увеличиваются донаты башламу. С чего ты взял Галга? Моя деятельность вообще не связана с вашим сказочником. Мой канал с 2013 года идет. Ни в коем случае никак. И я здесь не обсуждаю этого кучкозаврика. Вот. Поэтому я не знаю, Ингалга, что вас так сильно переживает. Вот. Все начинают обсуждать асиот ахкабахшик. Никогда вот за последнее время, чтобы вот сколько бы я эфиры не проводил, никогда не возвышалась и не поднималась даже до 5 или 10 тысяч рублей. До 10 тысяч не доходило. Поэтому за что вы переживаете, я не знаю. Если люди как-то хотят посодействовать, это одно дело.
что вы так переживаете? Зачем меня связывать с этим кучкозавриком, который там несет столько бреда и оскорбляет больше своего народа, чем моего? Я не знаю, честно сказать. Хочу переживать, я он. Но хочу сагать, я могу тебе показать свои реквизиты. Можете хоть в свободном доступе проверять. Вы тут я свободный душу. Башлам, вы проталхига найбахлят болх бубабиш. Иншалла, балбир буквой. Ютубовские волки подключились. И Ирчум наш мадийца, если честно, башлам. Ильяс болшул борзу юга заданатитина Ильяс дал сиду аля дал духуаху аля узендер. Бодис наш эзершка солдо лилада. На заявление вашего динозаврика внимания не обращаем. Муслим. Дел даха уарст ход узбац дел уанура. Мадуку язксунха, иншаллах. Деггерелиха. Башлам игнорирую. Да, я честно сказал. Ассалам алейкум. Хамди моги. Бамуцки альви. Ошече бля. Ой, могш мегш маду. Ой, дике маду, иншаллах. Мы глубоко обеспокоены этим. Мы глубоко обеспокоены. Это поэтому вы так усиленно снимаете ролики. Просто больше придраться не к чему, в принципе. То цвет бороды, то там вес мой, все уже обсудили. Вот теперь решили на этом сыграть. Пожалуйста. И также вы можете там Навальному зайти и всем остальным блогерам посчитать их тоже, как им донатят и все тому подобное. Башлам тяргал мобиешь, муслим, да резко ваша, так и постараюсь сделать, чтобы не переживали. Ты как видишь, брат, я ничего не делаю, они переживают очень сильно. Но не ваше дело. И мне интересно другое. Хокама вор. Да, кстати, Ингалга, так какой канал закроют скоро ты? Расскажи, мне интересно. Хадийца, мне очень интересно. Мой, что ли, закроют скоро? Хадийцел? Хадуцел? Чтобы не занимали, чтобы не знали, что мы согласны с мнением Башламов. Валейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Мои братья и сестры. Когда сестры подключаются к эфиру, толпа потихоньку подтягивается. Вот, воижишка, берка, то воижишка, чё, да ладно, вообще куяц. Это какой-то вот, я не знаю, может быть, сам Инстаграм каким-то образом влияет. Ну, аудитория женская, когда увеличивается, и мужчина резко в 2-3 раза увеличивается. Гиларова Шадухан. И чей муж долстек Меркураду ала. Рези юй хавай башламан. Амин заводу и чумяцун. Это болбаш, помогите, спасите, утопают он. И ни к чему никчемные струны о любви, не певчие и родной очаг добром, не гревший никчемно, все, что песня лишь зовется, коль светлой памяти о друзьях не отзовется. Сушняк 49. Ну, ты зажег, Дион. Гиларов, асуна дазьедац хайнца дечхани. Меня унесло. Муфой, это не Инстаграм, брат. Это нечто. Сочварп я койкар аштойни. Яхаба. Шерсть моя. Как же быстро пишут тут что-то. Да. Кумычка к сестрам твоим относится, конечно, относится. Еще как. Ты же мусульманка, значит, моя сестра. Док берка ду со джузи. Ассейн керл харуллак сха саиятах. Шуберкелар молч оледр. Шуберкела аж воздуха, ну. Амин, я не живу давно уже, Беркела. Лет, так сказать, тебе... Сейчас скажу, как в университет поступил. Уже
лет 19 не живу я Берткела. Я к матери езжу, посещаю ее, но я Берткела не живу. Башлам, сам удали щамич яхкарутся хушлиршу. Да не тот. Вообще кичува, ютуб чума. Видать, сегодня поэтический вечер. Ну, вопросы, я же сказал, Фатим, какие вопросы, такие ответы. Я человек, это же для вас делается эфир. Задаете вопросы, отвечаю на вопросы. Башлам, хома настроение у шутан. Хара, кем симот, о, дик дуса. Нет, ассалам алейкум, Башлам. Интервал сун за вчерашним бег шбяш элдер про то, что забыл гостя в эфире. Муфой, цаама датска интервал, шуса вежриду, шусундук дешду, поэтому ни в коем случае. Деталинг юта, Башлам, где черту идут сатигер. Черту, чуама, говорит, чуял, он слушает, как всегда, сейчас он нужные слова подбирает. Исмаил Грозный, ассалам алейкум, Башлам, дал мукшлил, Исмаил Грозный, 7-7, дал сиду ашу вежри. Шуда царь ищи, царь сегодня Женя Башлам. Не-не-не, женить не надо меня. Стопе, вежри. Я пока пешком хожу, у меня Камри нету, Форда нету, и 14-й у меня тоже нету, поэтому меня женить не надо. Все, 14-й, я с Форд, я с Камри, так что я пока, как я сегодня пешком шел в центр, так и пешком вернулся. Кем Симут Эллер, он вышел, он пошел на разборки, черту пошел. Он сейчас вернется с какой-нибудь новой информацией. Ассаламу алейкум, вежри. Ва алейкум ассалам. Чинху. Черту, ба. Я пока на ГАШ-24 боя. Да, Геларова, у меня 14-й нету, Форда, Камри нету, так что мне ничего не светит. Вирвардаяц, вирцахвахквай, Джузи. Ой, варидаться ли Аллах вирхвахш. Черту шигук дяшу. Да, тихо, молча, не спеша, черту давит чекиндеза. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Махтир, выйха, брат, ва алейкум. Чармуг, что. Как купишь машину, заезжай ко мне, асца кенды ждутся. Деталинг юта, Аллах сейду аль-ваша. Бибулатов Казбек тахан нускал далин Аллах барца бойл Казбек кидал я беркет юэл да дик хусамнан юэл вот Хилдер Хоевский туз Ильяс чубела Ильяс ассаламу алейкум маш вогел хасавош Ильяс Башлам, если нет Камри, то женщина вам не страшны забор ёшун Сом просто мою, я могу в дождь и в галошах в магазин зайти. Ва алейкум ассалам. Галоши у меня нету, но Геларов махил селкур хитс тамахал делду мичер иец бах и машан мичер хилари хастам би амин чикиндейш. Шеметтах чирдик хумиюхун. Цуцаев, Милхтайпану. Ильяс Хельдиярову. Кистенский Узбу Ильяс. Гуноевский спецназ подъехал, так сказать, тяжелая артиллерия. Гуноевский спецназ. Хатехи. Ва алейкум ассалам. Гиларос, я дайлаца движку. Я все подряд читаю. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Все, кто что пишет, я читаю. И в плюс дополнительно, вот что присылают, смотрю тут, там, где что присылают, отправляют по мере возможности, конечно. Все зачитываю. Так, Башлам, от монетах ля цума хейрихун черму. Хейр ваша, хейр. Но это уже я за международным скандалом наблюдал. А что случилось? Что за скандал? Черту эфире вала, аз деггер двицвик. Деггер двицвик, бай.
В общем, есть же видео, где на каком-то собрании говорят о погромах чеченских домов. Муфой, это старое видео, ему уже года 3, кажется. Не поддавайтесь этому, само собой, никто не позволит никого тронуть. Тем более дюлкер, вежри, кюгуат, отторду аляцаец, он до такой крайности не дойдет. Я думаю, это провокация, не больше. Это старое видео, вежри. Я слышал одну историю про казино Ам, что там было раньше поселение. Знаешь про это что-нибудь? Да, это легенду знают, наверное, все взрослые люди об этом селении. Мои тиш ищей история сегодня захло. Потерять честь означало для горцев потерять больше, чем жизнь. Это позор, передающийся из поколения в поколение. Абсолютно верно. Черту ще матоу вистхилита эфири вэльч. Ассаламу алейкум, башлам, алейкум салам. В Армении на спортивном мероприятии чуть не случился из-за флага. Ага, понял. Ага. И от брата Эхшбату назло нарнийцам дал барца бойловой ногчикам эла. Вот такой донат поступил через PayPal от брата Эхшбату дал сидуэл да духда дошу. Нарнийцам айрер шашмайер. Теперь уже не та мораль о том, как закалялась сталь, мы слишком быстро позабыли. Никто ничего не забывает, уважаемые братья. И поэтому выступление вот этих кучкозавриков никто ничего не забудет. Питан диашбол нахбу и цана битцалушун. Харцу яшик. Харцу куальна царь. Мало того, вой кам ди гарчабу, вой непосредственно кюгл хуашсани, кюгл хуа отдельно бог, и хум шли логитна, и пита ногчу чуахичак дать, иншаллах. У нас есть очень хороший пример, и 20-летняя война, мы прекрасно знаем, как это все произошло. Поэтому не поддавайтесь на провокации некоторых кучкозавриков. Вежри беш, иншаллах, вай вежри бушуна, харцу лилу швега, шехау еши вай уахауру, шеку яцутя. Вот. Вай коман, я вай тейпнуши, сидай итна дац, вай махк 9 сантиметр, дайла яци лугяц, цандейн. Вай махк, лула не гвайн ивеш дац, вай не гвай долшту. Цундера, не путайте понятия гыллакла цари, дикник цари. Поэтому хорошее всегда поощряться должно быть, плохое пресекаться должно быть. Проблема в том, что хорошее, когда ты поощряешь, это, конечно, везде почти что. А вот некоторые люди не хотят поощрять и не поощрять, сказать, а наказать тех людей, которые занимаются фитной. Вот не хотят просто и все. Хороший дурак, плохой дурак, он наш дурак, Бог, а что это, если мягко выражаться. А в нашем случае говорят, вот что, и что дать, ногчик ому, халур цахамуря, цандехила дать. Сейчас-то как раз-таки ногчик ам проснулся. И тот, кто любит на самом деле ногчик ам, welcome, добро пожаловать в братское сердце. Тот, кто будет юлить и заниматься подлостями, тому флаг в руки, барабан на шею и вперед, навстречу скоростному локомотиву, так сказать. Поэтому надо четко понимать границы, разницы нету. Нужно всегда понимать, перегибать никогда ничего не стоит. Ногчи ома агор ледару вайцаялет хаусарду. Политикой мы не занимаемся, мы на своем уровне общественные, как говорится, паблики, исторические паблики, социальные паблики. Да, конечно, у нас здесь не тысячами сидят людей там, как у некоторых фриков, но в остальном попытаемся довести до людей. Сегодня тысячи. Аллахи, в последнее время, я вам клянусь Всевышним Аллахом, столько взрослых людей мне позвонило с Европы, с России, с севера, ночи, бог, телефон, хаяч, дерез, хил, вайца, хил, диез, вайца. Я просто не ожидал такого ажиотажа. Я думаю, это благодаря, конечно, нашему брату Ибраиму, Аллах дал, Сейду Альцун, Цуантру Ибраим.
И Борзия, Цариши, Ацер, у нас радио, Facebook, Одноклассники, ВК, одновременно идут эфиры везде. И люди могут сегодня нас слушать и поддерживают нас. Стремление к хорошему, справедливому. Плохое, кто бы ни творил плохое, он за все ответит. Ибраимин хаун шамило. Ибраиму его шух. Это брат, который мне без ничего, так сказать, зная, что у меня кроме телефона ничего нету, сегодня помогает, поддерживает меня. Что за оскорбление? Андел, Кези, Бош. Больше не цитировать меня. Все, когда постареем мы. Ну, у вас, конечно, высказывание Андел, Кези, это, конечно, нечто новое. Башлам мне тут сказал, чтобы ты ему в личку написала, а то он не запомнил твой ник. Башлам. В 2000 году учился в Карабулаке. Я был единственным вообще в классе, и который получал 5 за диктант по ингушскому языку. Это, конечно же, знаешь, деталинг. Ваша, Ильяс, у меня всегда была такая проблема, когда я учился с русскими, то есть в школе. У меня всегда по русскому языку в основном за диктант была 5. А у них были 3, 4, хотя я и не претендую, я не говорю, что я отличник и так далее, там, это собаш у нас. Но всегда было так. И у тебя тоже самое. Ну, что тут скажешь, это хорошая, конечно же, тема. Такие мы, гудырдовые. Хорошие мы, плохие мы, но воишь дальше, ахия там бинахуя. Такая же хурма, брат. Мне как-то неловко было. А что тут неловкого? Это хорошо, если хорошо учились, на отлично учились. Это великолепно. Если будет запрос, я приму, конечно же. Я говорю вам еще раз, уважаемые мои братья и сестры, когда отправляется запрос на прямой эфир, я принимаю. Когда приходит кто-то поддерживает наш канал, я зачитываю. Ни от кого ничего не скрываю. Ненавижу матерящихся там женщин или мужчин. Это выводит меня из себя. А остальное в рамках культурного общения я всегда за. То есть мы должны понимать, что у нас смотрит и взрослое поколение. У меня то же самое среди ингушей, и по-ингушски, и по-русски 5 было. Лисуга. Ну, братья по несчастью мы тогда, так сказать. Я не знаю, Апти не видел давно. Башлам. Абади говорил, признайте нас как народ, и все прекратится. К чему он это ведет? Да просто, я не хочу его оскорблять, но уровень его IQ, конечно, это совсем другое. Да, Маршал Дуэлсон, признайте нас, Бог. Я не знаю к чему. Даже не знаю, как цитировать это, честно скажу. Wallah, я не знаю. Для меня это реально, и я не понимаю, как даже можно это цитировать. Что можно сказать по этому вопросу? Вот. Кто хочет, признает, кто не хочет, не признает. Что за разговоры? Признаем, не признаем. Так, меняем точку. Так сказать, disposition. Так. Эй, да, хоть вала особо делаешь, выжри. Как можно признать... Особо делаешь. Как можно признать то, чего нету? Башлам, есть новости про дорогу, которую хотят построить напрямую, связывающую нас с Грузией. Чеченская республика готова к любым экономическим
Башлам, как думаешь, нам повезло с нашей теперешней властью или можно было еще чего-то добиться? Это вопрос мусульман. Честно скажу, наша власть на сегодняшний день, хотят ли, не хотят ли, не то что внутренние какие-то силы, самое эффективное в России и везде. По признанию ООН, по признанию Международной комиссии ООН, в 2000 году Чечня и Грозный был самым разрушенным городом во всем мире. Я очень уважаю многих наших специалистов, которые проживают в Москве, фамилии называть я не буду, которым я очень сильно доверял, которые работают, они живы и сегодня. Но из их уст я лично сам и слышал, и читал статьи, в которых говорилось, и они говорили, что в ближайшие 50 лет Чечня никогда не восстановится. Чечня не будет, ничего не будет хорошего. Это все мы читали. Это говорили политтехнологи, это говорили аналитики, это говорили специалисты истории, экономики. Но на сегодняшний день Чеченская республика, с помощью Всевышнего Аллаха и нашего менеджмента является, опять же, жемчужиной Северного Кавказа. Не за Кавказе, нет, я именно говорю Северного Кавказа. Процессы восстановления идут очень быстро. Нам нужно просто немножко нашему обществу нужно просто-напросто больше объединиться, превратиться в этот монолит, и вот свою энергию, помогая им говорить, вот если бы вот здесь, вот допустим, я вам говорю, великолепная идея переименования вот этих тюркских, сюлей, другие названия, заменить и вернуть исконно чеченские названия нашим селам, нашим речкам, селам, районам и все остальное. Чего можно еще более? Аэропорта и остальные места тоже меняются. Все преобразуется. За такие сроки говорить об этом, посмотрите, что происходит в горной части нашей Родины. Даже пограничную зону у ФСБ, погранзаставу ФСБ договорились, даже с ними сказали, еще на 5 метров передвинули. И сегодня любой представитель нашего народа может поехать в горы, в любую фактически часть, вот, на свою историческую родину. Разминирование произошло почти что на 90%, 99%. В редком случае, если где-то что-то находят. Чеченцы любят строить, чеченцы любят жить. И теперь нам бы добавить туда еще. Чеченцы любят учиться. Сегодня нужно быстро-быстро вот этими темпами. Кошкильды переименуйте, пожалуйста. Валлахи, Кошкильды, Гильдиген. Я считаю, что в первую очередь их нужно заменить. Но это должны инициативу проявить сами жители Кошкильды. И отправить просто муниципалитет, кажется, муниципалитет правильно, да, или район этой части, они должны подготовить документы и направить в парламент, или, если я не ошибаюсь, или депутату от своего округа, района направить в парламент Чеченской Республики, и все заменят. Это все сейчас делается намного проще. Поэтому эффективность работы, что-то, и кадры-то обновляются. Молодых тоже подбирают. Вот это как бы, кто бы что ни говорил, обновление идет. Поэтому я у каждого человека свои взгляды на, как говорится, отношения и развитие республики. Вот. Я считаю, что эффективно работает. Эффективно работает. В плане восстановления истории. Я могу судить вот по своей, как бы... Башлам, у нас есть улица имени Трошева, что надо сделать, чтобы его переименовали. Для начала, Тажим Хайк Ал-Хилдиз и Сандал Хаттар Цада.
Сих малошу дух дахар, шейн цохуаг. Лея, вот дай нам чуть-чуть вайн парагат волой, ой хаш дик доцег олкой. Ой таган мича аш духайшун, мича дейш духайшун. Сих малой шей дейсар малой сих. Аш уйштик, ц уйштик, любой хун дачутук аш. Хайкали хил нохчи, диеш, диеб, дах. سيخ مالواي شد علي ليا ما تامشي ناخدق شده حيق علي خيله. Кто мог буквально подумать даже? Вы знаете, какой скандал был просто из-за того, что поставили памятник в Даде-Юрте? Какой скандал из-за этого? Резонанс был. Какой резонанс был, когда другие... Сихало цадик ячун. Что сажим кварта был, что дальновидный, дал харе, это так, на обум сели где-то там, болтать, ничт мадия. Мадиц, цаюштик, цахуштик мадиц. Шадик хил мадизер, дадуешь, что он просто бырт бош, сак дош, вай хейкли хильчали. Кто думал буквально лет 5-10 тому назад, что у нас будет район имени Байсангура Биноевского? Кто думал, что у нас будет район имени шейха Мансура? Кто думал, что у нас будут мечети? Алейкум ассалам. Кто думал, что у нас будут мечети имени там, того же шейха Мансура и так далее и тому подобное? Сих малвай, что духдахаш. Что нам сразу иш цада альчхани, что доу, что ой хейкли хилмадиез. Так, Башлам, я где-то увидел, что Малсагу хотят установить памятник. Мусваст. Пускай ставят памятник кому хотят. Это их родина и делают все, что хотят. Царь Дени, царь Мекшдуи, пожалуйста. Силой мы уже все доказали тебе. Деталинг юта, вола и бошукса. Кто думал, что у нас будут 30-этажные дома, Башлам? Абсолютно верно. Абсолютно верно. У меня сейчас одна мечта. У меня сейчас реально одна мечта. Я хочу, чтобы вот эту башню, которую хотят построить, самую высокую на Северном Кавказе, иншаллах, сихалин ярхари. Вот что мне кажется, что это, вот, это символ. Это символ, понимаете? И сихилхар, и цунсадвес. Сегодня Гендерно и другие тейпы, сейчас Дышни собираются свою башню восстановить. Все башни тоже построят, восстановят. Просто, чтобы эта башня была. Исторически, само собой, они будут законсервированы и будут свою как исторические памятники. Это вот хекрахильчане. К этому времени специалисты подрастут, наша молодежь, которая сегодня в Европе работает, которая учится в Европе. Новейшие технологии, образование, которое они получили, они смогут внедрять уже у нас дома. Башлам. Радио Цик совсем убивал. Цундер Бахас. Это их. Не забывайте, это их родина. И если они это сделают, не сделают, Мусвас, нам будет проще от этого отталкиваться. Хотите? Йой, войдешь, мадати и питан. Царь что, да. Тот, кто историю знает. Башлам, Милух башни Баха. В центре Ахмат Тауэр. Клянусь, и башня Юсун Дага. Каждый раз у своего друга спрашиваю про башню. Он проектировщик по электрике. Ой, Ильяс. Каждый раз Дагер Долсон. Ильяс, дух был дер, цундер, перепутать. Башлам, им дар скоро у нас такой аэропорт будет. Иншаллах. Аэропорт тоже будет красивый. Аэропорт тоже нужно. Вот такой, как на проекте, международный, чтобы Боинги могли, самые большие Боинги могли садиться у нас. Это очень важно. Нет, Ваша, сегодня через PayPal пришел один донат от Эйршбату, больше ничего не пришло. Сюгя не ариас, я на Эйрдаршин вежри.
Ассаламу алейкум. Насугаев, ваша ватсо, свяжгала, ашуц аусо. Альхамдулилля, поставить памятник Чечне Саадуллы Гихинского. Насчет Саадуллы Гихинского, я думаю, что памятник нужно поставить. Саадулле памятник я бы поставил. В Ачхой-Мартане, вот в этой части, где он был наибом, надо бы поставить, конечно. Сейчас я перезагружу, час закончился, уважаемые мои друзья. Не пропадайте, 94 человека, я буду рад вас видеть. Берс, его убил чеченский наиб Саадулла Гихинский. Я сейчас перезагружу эфир. Заходите снова, я буду рад вас всех видеть. Час закончился. Надеюсь, вы не пропадете. Подождем, пока немножко соберутся. Я убил, закрой тему. Башлам, вот этот полумесяц зачем распространяют среди нас? Это не символ. Я знаю, что полумесяц, этот символ появился, кажется, в 19 или 18 веке с Отоманской Турции. Об этом мы знаем исторически. И что этот символ никак не связан с исламом, мы тоже знаем. Но я об этом, кажется, и говорил, и рассказывал вам в эфире. Полумесяц, вот эта тема с полумесяцем, она появилась в основном и связана с Отоманской Турцией. Вот Османской Турции, хорошо, называйте как хотите ее, как вам лучше будет угодно. С исламом этот символ никак не связан. Может быть, потом уже в дальнейшем к 18-19 веку его как-то пытаются привязать, но на самом деле, я думаю, больше он привязан, потому что у нас лунный календарь у мусульман в основном используется. Много связано, что было именно с луной и месяц Рамадана и многое. Башлам, а правда, что у Саадуллы были разногласия с Шамилем из-за того, что он убил Уцага Малсага? Нет, неправда. Были разногласия, но не такие, как говорят сегодня. Они были в том, что имам Шамиль сказал отрубить ему голову и привести голову. При смерти, когда его убивал Саадулла Гихинский, он попросил, что ты меня победил, я прошу тебя не уродовать мое тело, чтобы меня могли похоронить достойным образом. И просто-напросто возьми мои погоны и не отрубать голову. И он ему просто срезал погоны, голову ему не отрубил. Саадулла в бою его победил, и никакой подлости, там с-под тишка ничего не было. Саадулла Гихинский был очень сильным и проворным наибом, несмотря на то, что он был намного старше Уцага Малсага, или как его там, я не знаю, уж извините, если как-то я ошибся. И он ждал его долго, настиг, их было сколько там, то ли 5 или 7 их было. Саадулла
был тоже, это говорят, где-то 3 были с Саадулой. Вот в бою он их перебил всех, они их перебили, и когда уже 1 на 1 сражались с Уцигом Малсугом, он его сперва ранил, и перед смертью тот попросил, чтобы по нашим традициям, войнахским, так сказать, что без головы хоронить и становиться, как говорится. А в то время это была самая распространенная казнь, отрубать голову и отдавать там царской России. В основном использовали и хотели голову отрубить и Байсангуру Биноевскую, и Хаджи Мурата, вы знаете тоже, да, как бы считалось вот таким нормальным делом. Ну, Саадулла Гихинский не отрубил ему голову, убил его просто, взял погоны, принес имаму Шамилю. На что имам Шамиль, кстати, насколько это достоверно или нет, Аллаху алям, я не могу сказать, но описывается именно это так. Он пришел к Шамилю, и Шамиль сказал: исполнил ли ты мой указ? Тот сказал: да, и бросил ему под ноги его погоны Уцига Малсига. На что Шамиль разгневанно сказал, что если бы я хотел бы увидеть погоны, я бы их мог бы заказать на базаре в Назране, купить на базаре в Назране, ну вот что-то, базар или рынок, купить там их, и как бы я отдал тебе приказ отрубить голову, чего ты ослушался. Ну вот на этом месте разошлись имам Шамиль и Саадулла Гихинский, один из самых сильных воинов Малой Чечни. Он вот, считается, что после этого он уже ушел от имама Шамиля. Вот такая вот ситуация была. А остальные сказки, которые рассказывают сейчас там, что 60 человек было с Саадуллой, что они где-то ползли по льду, поджидали там Цатя Шамбол и так далее, это все мы знаем. Ну, это как из области Гургала без головы, такая же байка. Саадулла Гихинский был очень отважным воином, вне всякого сомнения. Он, хотя многие сегодня хотят его вот сопоставить и сделать врагом для орсхоевцев, это на самом деле не так. Он имел очень хорошие взаимоотношения с орсхоевцами, его окружение, с ним воины были именно карабулаки, тоже орсхоевцы. И когда ему говорили даже, чтобы там сожгли села и все остальное, он заранее договаривался, чтобы уходили эти селы, освобождали. И вот Цатем Диашту делал вот такие вот ухитрения. Об этом есть и информация, и недоверие, что у царской России было к нему. Звание у него так и осталось, наибом он остался, вот из-за этой ссоры. И дальше, как мы знаем, он ушел вместе со своими братьями Варстхуа и чеченцами в Мухаджирам в Турцию. И вот в боевых действиях он пропал без вести. Неизвестно, где он захоронен и что с ним произошло. Вот такая была участь Саадуллы Гихинского. Так, я на многие вопросы не отвечал. Он бы и Шамиля убил бы. Поэтому я прошу, Башлам, расскажи, как убили Уцига. То рассказывай, типа убили подло, спину стреляли. Я вам рассказал об этом. И я сейчас многие вопросы пропустил. И, Башлам, расскажи про наиба Мустафу Арштинского. К сожалению, у меня нету информации про него, к сожалению. Посмотрим, если соберу, смогу собрать информацию, расскажу. Нет, это старое предание дедов о том, как двое ингушей расправились, может быть, расправились с 300 чеченцами. Так вот. Я многие ваши вопросы не читал, поэтому можете перезадать, если что. Да, Русланбек прислал донат. Русланбек, Аллах да сейдуэл, да духуа хуэл. Забыл прочитать. Да, са дуэл будиснег эзершка соудолил. Огромное спасибо всем моим братьям, которые поддерживают и помогают нашему каналу донатами. Разделались, все, прошу Джузи, прошу прощения.
Извини, сестренка, я набедокурил. Хамси мутсамала, адекватство вообще. Вошпе адекватство, настроение даилихса. Я ошибся. Мамисти каем. Амин даса дуэлдана. Уф, я реально мисти вараинца. Кемцимут. Это виноградный компот. Садула из какого типа был. Нашхо вармячуса. Башлам. Оцхейн уцигмалсик бусул. Я не знаю, бусул. Я не слышал этого. 13-й воин. Я не слышал, что он был бусул бхулацалацаасон. Ну, то, что он был царским офицером, я знаю. Чинхохала. Царшонсон. Я... Башлам. История про Байсангуру, песни Муцураева верна. Ильяс. Многие знают, что верна. Садул Чинхо. Чинхохала, значит. Кезгзил царнюка цухена ишна. Кезг сахыл бая башлам. Один старик рассказал, что раньше воины носили косички. Насколько это? Ну, не косички, а чуб сзади. Да, есть такое поверье. Это смертники так себя, которые выходили на войну и до самой смерти бились. Вот они обычно делали, брили наголо и оставляли сзади небольшой чуб. Вот это обозначало, что этот воин идет на смерть, то есть до конца будет биться. Да, воевали, с монголами воевали, с татарами воевали, конечно. На нашей территории воевали, еще как воевали. Вчера жара, не знаю, жара, не жара, кто заходил, я принимал и отвечал на вопросы. Кто видит в этом жару или нет, не знаю. Какие вопросы, такие ответы. Японцы тоже так делают. Только это небольшая другая, до Назарионе, там не такая, там не коса была. Чуб оставлялся, чуб. Небольшой, вот прямо с кулакой, а чуб видно. Не путайте, у японцев совсем другая как бы тематика. Наконец-то он ответил ему про монгол. Я как вижу, только отвечаю. Ва алейкум ассалам, дженчур. Если я вижу, я отвечаю всем подряд. Запросы принимаю, подписчиков принимаю. Не надо говорить, что не принял. Аллах, принимаю. Если я вижу, что пришел запрос в прямой эфире, я принимаю. В чем проблема? Есть гравюры, где Уарстхуай изображены с косичками. Уарстхуай – это часть чеченского народа. Нету отдельно народа Уарстхуай. Уарстхуай – это часть ногчи народа. Просто Уарстхуай, Шуотуай, Чеберлай, их так назвали. Народ один. Прошу не путать. Говорю только за наш регион. Уарстхуай, Ирвай, Мелхи, Шабеш, Саба. Цанохчи давай, иншаллах. Цакам давай. С одним языком, с одной культурой, с одной архитектурой, с одной родиной. Все одно. У нас нету ничего разного, включая и ДНК, и все остальное. Один в один. Поэтому в мире, когда, если ты будешь говорить там, я Уарстхуай, я Чинхуай, я Эхшба, то для всего мира мы как есть ногчи, так и останемся. Поэтому это... Собор даешь Ноев ковчег, Хехума дуй керл. Я раньше смотрел в Ютубе, ну, посмотри, не знаю, про Ноев ковчег. Есть приложение, где можно любого героя крутого нарисовать. Наверное. За пределами Кавказа Шавик, я чеченец Хулош. Ну да. Гуно, ты покидал нас опять?
отвечаю на вопросы, которые задают. Да, в первой части нашего эфира побывало 598 человек. Аминь. Мне точно уже не грозит это. Сегодня эфир проходит тихо. Ну, не знаю, как он должен проходить. Башлам, когда монголы пришли на Кавказ, Нохчи и Галга были раздельны. Не было понятия Галга вообще в то время. Конечно, не были раздельно, были едиными. В то время, это, не забывай, 13 век. Ты как себе представляешь количество? Вот об этом же как раз таки мы с Чертом вчера говорили. О количественном соотношении. Представь себе, если их в 18 веке было 9 тысяч человек, в 18 веке, убираешь 100 лет, пускай их каждые 100 лет убери по 1000 человек. Каждые 100 лет. Монголы пришли в 13 веке. Там их где? Кто? Там и не останется уже. Аудиоцхайм. Конечно, были одним целым, одним единым. Я же зачитываю, не поступило ничего. Вот сейчас поступил донат от кого-то, я не знаю от кого, но поступил донат. Аллах да савил да духвахул. UFC пересматривает правила для бойцов из-за Хамзата Чимаева. Дана заявил, что абсолютно все отказались драться с ним. Он считает, что они все его боятся. Впервые такое за все время организации. Башлам, в каком веке чеченцы приняли ислам? В 9-10 век. Они говорят про какую-то эпидемию. Какая эпидемия? Эпидемия то, что было. Когда это было, блин? Что эпидемия столько унесло, так тем более вообще бы не осталось. Башлам, может раздел сделать актуальных с картами, чтобы молодежь, которая заходит, видела карты и понимала, что да как, и на чьей стороне правда. Я только за. Ну, карта очень дорогое удовольствие, вежри, очень дорогое. Башлам, да ты счастливый человек, жены нет, машины нет, даже шампунь покупать не нужно. Шучу, конечно. Но что касается жены, детей и всего остального, машины у меня нету. Вот, на самом деле, пока. Ну, остальное, волос, то, что нету, ну, что поделаешь. Дурной волос покидает умную голову. Буду рассчитывать на эту вот пословицу. Были бы волосы, наверное, я бы радовался им. Ну, до всегда, что тут поделать. Зато борода есть. Вот. Во всем нужно видеть свои плюсы. У других людей там по 10 пар часов. У меня одна пара часов. У других там по 10 штук все есть. Ну, я зато Всевышний Аллах одарил меня знанием. Альхамдулилlah, сделал меня мусульманином, сделал меня нохчи. Я благодарен Всевышнему Аллаху за все, что Он мне дал. Отца я похоронил, мать одна осталась, 3 братьев. За все благодарен Ему. Поэтому, альхамдулилlah, башлам, во время имамата сколько было чеченцев? По-разному данные говорят. Во время имамата сколько было чеченцев. По официальным данным говорят, что было 250 тысяч. Неофициальные данные говорят, что было 750 тысяч. Башлам, это я понимаю, когда речь заходит о количестве, они говорят про эпидемию. Да нет, это чушь, конечно, матч. О какой эпидемии мы говорим? Не в часах счастья, но деньги нужны. Маму береги. Спасибо, Фатима, огромная тебе, сестренка, благодарность. Да нет, я вообще говорю, в принципе, я ни на что не жалуюсь, я тебе говорю, кто-то получает удовольствие от вещей, а кто-то получает удовольствие от общения с вами. Вот поэтому я очень простой человек. Мне общение людей, дружба, братство, вот это самое важное. Остальное есть, нету, ну что поделаешь. Серые точно 750-900 тысяч, и это не наши данные. И кто-то задонатил сейчас, тоже дошел донат. Аллах да асаадуэл. Огромное спасибо за поддержку канала, кто поддерживает, кто помогает. Этот с 15-м регионом, который зашел, любит подсчитывать там у меня, кто мне сколько там, что задонатил, где, я не знаю, ты.
Ладно, ушел я. Амина, ты уходишь? До начала Кавказской войны. Ну, 1,5 миллиона я не буду такие вещи говорить. Я не нарнеец и не хочу быть. Разговоры об этом есть, никто меня не замечает. Амин, ты всегда у нас в сердце. Ассаламу алейкум, башлам, рикхуай бёзихон, ва алейкум ассалам. Духч обоз, рикхуай савежрибу, особенно цаошуса Канада. Рикхуош, рикхуай тайп дойсуналяц язина, цен нохчи тайп ду чеберлуай, тухуми укудош, ду вари укудош. Их в пределах от 7 до 10 тысяч человек. Вот. Почему я именно сказал о канадском, да, Дедватал, DLC дуэла? Потому что этот брат, несмотря на то, что он живет в Канаде, смотрит эфир, всегда по мере своей возможности помогает мне, никогда не забывает, и это говорит о характере многих рикхоевцев, да, несмотря что вы не так многочисленны, но вы очень себя активно проявляете в единстве нашего народа, и это очень важно. И в историческом процессе себя рикхой показывали и зарекомендовали очень хорошо, как и многие чаберлоевцы. Так что про рикхой, конечно, знаем. Сейчас Ачлоя зайдут. Ачлоевский спецназ. Ачлоя берзлою. Варсой, Ачлоя, Садвай, Майка, Жвай, Хуай. Сколько вас там? Всех и не перечислишь. Я в этом не вижу логики. Асхаб, в чем ты не видишь логику? Я не могу понять. Что я опять не так сделал? Что я виноват? Его не Рахман зовут, Баша. Кого? Рахман. Ас'ала мацал Рахман слово. Я слово Рахман и не говорил. Да, Кей это часть аркинцев. Кей тейп ду, они не входят в тухум, они отдельно идут, но а это цен войновчий дух. У тебя на Ава чей флаг стоит? Самый большой народ Кавказа, как мог возникнуть от самого малого? Я этого не говорил. Четкий флаг, как так-то. Ой. Особо делаешь в игре. Пойду посмотрю, что там. Так, это Ахмад. Да, Ахмад задонатил. Ахмад. Амин, семью. Вместо Гуно на карте. Аббаз Айва в эфире. Вот такие вот. Короче, чтобы не было, это вот какие поступили вот сообщения. Так, зачитываем. Да, вот такой донат поступил. Сообщение Амина семью. Амин семью, да, Амин семью. Такой донат прислал Ахмад, опять же. И вместо Гуно Алла донат яйтин. Гунон яйтин донат. Аббаз Арвак эфирир. Аббаз милосун сахашун. Архунду вакшу сашун. Я никого не убираю. Поэтому вот как-то вот такое вот сообщение. Да, присылают донат с таким названием. Да. Вот я не знаю, вот так прислали, вот как говорится. Вот. Иштхама штушун. Что прислали, то и зачитал. Обязательное правило. Аббас бюхнул.
эфира. Гуно, Танзила там за тебя, Дихон. За donation. Вот так вот. Что там еще у нас? Есть с Ютуба вопросы? Джузи Махалчаву. Аббас во всем виноват. Я не знаю, блин, у вас, походу, своя тема. Я Башлам Терлой, кто родственный тейп, кроме Махлой. Терлой родственный тейп Беной. Как мол Эссерт. Не пали контору. Все, понял, не дурак бы не понял. Я бы насчет карт бы с радостью выжили. Я очень хочу по картам работать, но большой формат нам нужен, чтобы распечатать их. Они дездукуш механ. Нам бы, если тот, кто знает, где можно распечатать, да, конечно, и хотя бы 60 на 60 ватман, как ватман распечатать, было бы хорошо. Башлам, расскажи про тейп Харачой, почему они называют себя Хорчой. Ну, как самоназвание, я туда, конечно, влазить не могу, а все остальные Харачой. Ну, это от диалектов зависит. Харачой чисто ногчи тейп, как говорится, и очень такой, скажу вам, непростой и большой тейп Харачой. К ним же относятся Чунгурой, чисто ногчи, Чермой, чисто ногчи. И брат Ильяс задонатил. Ильяс дал сейдуэла, дал духуахуэла. Аннотация вообще, видимо, другая. Да. Он, видать, восклицательные знаки забыл поставить. Фатимов, может быть, ауховский спецназ подоспел. Смотрел цены, что я прислал. Нет, не смотрел, брат. Ассаламу алейкум, бусун везри, маш долгил шуэфири. Башлам, твои единомышленники очень хорошо чувствуют у тебя на канале. Умело ты их объединил. Ингалга, дело не в том, что они умело себя чувствуют здесь. Они-то их шли в другие. Они же жалуются. В чем проблема? Не жалуются. Они ходят везде, мои подписчики. Отправляют запросы, кто-то хочет поговорить, пообщаться. Но проблема в том, что как раз вчера Черту рассказывал, что не принимают их в другие. Или матерятся, или сразу блокируют, когда задают нехорошие вопросы. И их оттуда, как говорится, выдворяют. А здесь площадка не только мои подписчики, то, что я их объединил или нет. Вот ты тоже мой подписчик, понимаешь? Тебе ведь никто не запрещает, тебе никто ничего не говорит, ты не материшься, ты ведешь себя культурно, ты тоже можешь вести диалог со мной. Я тебя врагом не считаю, хоть ты вот Ингалга 06, там вся атрибутика вот 100% ты хочешь показать, что ты ингуш, есть к тебе какие-то претензии? Нету. Задаешь ты провокационные вопросы, не задаешь ты же здесь тоже, понимаешь, как в своей тарелке. Нету к тебе никакого презрения, никаких... Как говорится, тебя никто не достает. Идрис задонатил, ачлой штир, ачлой подоспели, ачлой дал сидуэль, дал саадуэль, будиснек, эзашка судулил. Поэтому объединил, нету понятия объединил. Все мои подписчики, каждым человеком я дорожу, люблю истинно, как своих братьев и сестер. Без разницы, какой национальности они. Здесь может быть любые люди. Главное, чтобы они умели культурно себя вести и общаться между собой. Вот и все. По генетике некоторые Ирой и Беной родственники. Так, ва алейкум ассалам. Друзья, не говорите плохо про ингушей, они не все против нас. Среди, ну, короче, опять же, 25. Никто не говорит плохо про ингушей. Башлам, сколько карт надо распечатать и размеры? Ваша, у меня есть флешка. Они должны быть в размере ватмана, Амад. И самое главное, чтобы детализация была. Вот каждая карта, все как... Вот я скинул в PDF формате, чтобы как-то увеличить, чтобы не размыто было. И 4. Ну хотя бы 5-10 карт мы смогли бы сделать. Хотя бы для начала 5 сделали бы. То есть вот эти старые карты. Там год в основном все бывают, они немецкие. В основе своем немецкие, французские. Вот они у меня на флешке есть где-то. Вот, их надо бы распечатать, и по этим картам бы тогда проще было людям показать.
Беной Башлам, это не искаженная информация? Нет, это не искаженная информация. Брат Асламбек задонатил. Асламбек дал Сиду Альхам. Да сколько у вас там тейпов? Ну, мы же народ, у народа много тейпов бывает. 100 с лишним тейпов у нас. Мы исконный, исторический, большой такой, мощный. В России третий народ, маша Аллах. Еще лет так 50, и нас до 5 миллионов мы, да, Аллах. Дин Абуса Болбаш, размножаемся, учим, живем. Иншаллах, нас будет 5-10 миллионов. Иншаллах. Очень на это надеюсь. Всевышний Аллах даст нам здоровье, даст нам мужество, даст нам понимание. Без войн, без всякой этой фитны мы будем свое дело делать, иншаллах. А что касается тейпов, ну, у нас 9 варов, димту, тухумов и 10 тейпов, которые не входят. Все они большие, мега мощные, сочные такие, знаешь. Хуц такие. Урартские войны, дзурдзукские, кистинские войны. Это все про нас, про Нохчи. Ну и, конечно, про остальных тоже может быть. Башлам, на территории Чечни тейп Гелтхуай проживает. Гелтхуай, я слышал, проживает. Конечно. Дальше. Башлам. Есть одна карта 15 века современного Кавказа, стоит 60 тысяч. Она у одного армянина в Москве. Конечно, карты очень дорогие, Ваша. Очень дорогие карты вежри. И Руслан, брат Руслан задонатил. Руслан дал Сидуэль, дал Садуэль. Будиснак, Эзершка Соудолил. Карты очень дорогие. Ну, 60 тысяч собрать, 13-й воин. Мне, блин, очень-очень долго придется. Карты стоят и 130 тысяч, и 150 тысяч. Со мной связался с Серноводска один наш брат, Тунцу Вармяцу. Он рассказывал, что в Турции ему то ли евреи принесли карту 18 или 19 века за 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов. И на этой карте было настолько детально все описано. Вот, он говорил, что если бы он знал, что это так важно, что он купил, да он даже не сфотографировал. А то, что сфотографировал, у меня фотки есть, но они вообще ничего не видно. Поэтому, конечно, будут. Арук черту, нашим черту мечау, окаук черту со своей статистикой. Берс, если мы верим в генетику, то правда. И Идрис Абадеев, сказочник вор. Берстерлоев, генетики проводили. Донат прислал Асметвалин из. Бах Ибраим. Ассаламу алейкум башлам. Сегодня в инете видел, как один говорил, что Ташухаджи Сейснар Вокхаш был спор, он кумык или чечен. Расскажи свое мнение, Баркал. Очень сложная тематика. Да, у меня есть небольшие споры по этому вопросу. И само собой, Нохчи говорят, что он Нохчи. Кумыки говорят, что он кумык. Тут, честно сказать, не вижу ничего плохого ни в том, ни в другом. Но пока работу до конца не доделаю, говорить не буду как есть. Единственный народ на Кавказе, который не воевал с грузинами, это мы, грузины, благодарны им за это. И весь мир в день уже не на них. Ассаламу алейкум башлам. Садуай, саттуай, тай противно дать. Садуай, чеберлуай бу. Саттуай относится к этому, к шатойскому кластеру. Саттуай, пантуай, хаккуай. Некоторые говорят гаттуай, они родственные. А садуай, саттуай, вот сколько это стоит? Сколько это стоит? Саид Хусейн не понял вопроса, сколько чего стоит. Иншаллах. Да, Мобил, там тема про него просто. А второй народ, это кто по численности? Татары.
И 180 тейпов. Башлам садович эберлой буй сатто шютереонер. Это я сказал. Это я знаю. Башлам всех призываешь размножаться, а самому что слабо. Амагов, зря ты в моих силах сомневаешься. Да, Ингалга, ты можешь смеяться, ты можешь угорать просто-напросто, но дзурдзуки это предки чеченцев. И ингушей в том числе. В то время не было просто отдельно. Сейчас и чеченцев, и ингушей. Так что ты можешь там по полу кататься, но факт остается фактом. 60 тысяч за одну карту, да кому они нужны за такие? О, Ингалга, ты очень сильно ошибаешься. Есть случаи, когда ваши даже за 50 тысяч, не за 150 тысяч хотели купить. Есть на том Башлам правда, что наша история засекречена. Нет, неправда. Никакой не засекречено, никаких армянских секретных потайных подвалов нету, ничего подобного. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Леш, ты шмокшай. Да, случай то. На чем основывается ваше утверждение, что все вас ненавидят? Почему многие вы так пишете всегда? Это же маловероятно. Это ты кому говоришь? Нас все любят. Кто говорит, нас ненавидит? Нас все любят. Очень даже мы очень няшные такие, хорошие. Вот черто, как все любят, знаешь. Башлам, правда, что сам Ленин был... Нет, моя сдача, Башлам тест на ДНК сдал. Нет, не сдавал. Собор черту, сейчас я быстро. О, еврей зашел. Чувак, черту, гладу, что, черту. مديت Да, серьезно, это я знаю, или я слушаю, хозлуши, донат даже, я черту чува, лицо чубош. Запотные нордийские корабли. Is elk dog oldu lutje. Is oorlijk dog oldu lutje. Согласен, черту, я подписался на نوختي тебя. مطاش تعويست طلع شورسو هو اللي طلع شورسو باش لام يوم اللي الله ديل لا سدار يطلع سمنيني يدا كنزا ألف только تعدي يخرجوا حوالي قلت ما بيصح هنان يزدع ما بيصح حتى ألف غوت بيص شو سويلي سبقت من وقت شو يعني رول عوض عملية شو سامي رزبوركي سو موت وش حاو سيتسوي ايش موسو دلاح سو ها كورش دائم ناخذ وصل جيب مش دينا سويش عندك سوال غير شو سلغنا ايش تا هودينوشكا ايش تا كنشتا ويزي تشارتا داس قميل خلاصا داق تارا سانجو تدي زغودو وعيد البن بوي صعبول تار ديون 12 ادمش حجل سراز دباخشك وعيد لا خزنية سن غير قدولش وزدا بولش بورجا بولش كنتي بوشن دقوق بيش نتسان يوقع تعويس كتشكني سلو خل مغيط يولجنجي بوشن أصلا جل إيدل شمدشن أصلي بويتشنجي ساشتوير ولا تشولر ولا نسو تساير سوول شو شيقوم تق أشتسيج عشان يغوش تغوتاس حيارس حيار زامبوش ليش تو قمي الله قمي لو ناخ لطوت Штатeten болнах, Ингушетия бөлг, Европия бөлг, Кечана бөлг, югдуяны, ышду, лықыр хайшай, где бәхшін, дешін, комментарий жазы бүйл болнах, айдал бехды дюйло. То есть, таким образом, вы делаете медвежью услугу. Кетешу. На самом деле, ишцакислуш берши, ищи قوم صدير اتناشينيش لقر اتناشينيش بويت عيد سكرجرز يات ودسترينيات شاس لقر ولا ماتش سان دغ ديز يبوخ شو قاعد ام لا تربوش بات شو اللي بوري مع والله بعد يا اخي جرجدن غيردو سندل وين يقعد اعلن احنا ويبرت بور بالهم مش تليلدش شاش بقى انا قاعسن شيء قوم مخدك ساتيني خاص قيد ميرز السلام عليكم سوى شوق هرنو شيني بقى هردو أبيسنت دي أشتسين جنا شندع الولاد وقدور ناس دع لهم يا زياد وقدور ذات ويقام برتر بو
دوغا تأخذ دوغا تأخذ دوغا تأخذ أين خي ويتغمدوا دقوش لارم خل بيزوي قيت عمو بين ترسو عقول أشوار سوال أشوار تغن صح دلجنك يشبوي يشترفنك يشبوي بوخ صناخل راس لسساوي نوع يبقى ماشي حيوق تغيير برمين بايس دك دو أسدو يشتك ويقومهم دو إز نوخشي مات دو يشتو إشت ديونا جوست كمير شيش خلجة هودا ديز ويتصح يوري ستيل دو قمدادات يوري ستيل دو قمدادات قوي سونزايت يا Üstgeger dat we uitzuldig. Так, сувала чу. Тогда цивилизованный почал шахудо. За практику. Раз али должники шагул беш, должники шин юридически поддержки шажал, иш харди чархирду. Хукка ких чук организация дол диз, хук организация дол диз бохш. Шей халком даху Европа. Так, ويا тогда ويا юрист шхилче, ويقومن يوق поддержки. Тогда войнах войндика хитсиц бедиш бюлуш бастам келар была бац юридический поддержки из войоман шашули родис сага кирч так нахи эдерас он амбица юг сразу юг сбелш бол церк алар арсун ажал дуqдахш тогда 21 век ду бюрократию шун кирчлилу андиза душен войн войдуш кирчлилу андиза дуэн عدلت مو отношения خليز ملو организации но ملو кумлюст ишадеркум войн хадишту сундела хука вор простой нахи богос сразу дёна ажас асуранс страховкиация ассоциация су карелик вожелик богш дегбамш бубиш бацаш цана вор وعدل дёна худагеш ту сай ла богос ويتعم تدول حق سو شاورجي وعام دي شتو يكيخت للو عام دي زوين سرخو كل يزي عام دي цивилизованный почал цивилизованная республика лишь моей налогуш шим يغيش دايوج وين دقدك гушту тогда она ويصح эрен сом доч стройки дايوج не дايوج не что деш это массом дон долш духой университет институт хафизи школа помощь сон что кан о массом деш моду забош айдлу байсон так вот взаимодействие хализ قامية айдлутни воушиды хажолын например цайт яхта гулвел вежери ишт положение например инта сабохшик Европе алды раз должен киш аяз биновой компьютер чё هرا عتيقي قوم أتي تبحكي زالش واخوج كونسلتاتي اشتي دوشن أشين كيخيل شتراف حقين على صلاح حقان يالشينا يوقلشينا أشي حصلوا يوقهر دوشن دولش دولم أبيسنات تشناخي Роша, а дала освободила черту цалмер дос, буквально ца шикер халк мялерцу оплатить цейнага 800 евро, даца дела элла сагергек антуқе шимбатана, точнее 59 дней чуэлнуқе. Все, он не оплатил? За 800 евро, штраф даца элла, его на 61, на 2 месяца посадили. Любой цивилизованный почалка должен дуис или елшумду нагасан войн заболжани мота войн бедати мечта шуголдо любой мета дуцам со Европе ашусу заедушик асайхен дадиш ких даца хой сайгдаитен долкихтан сайхен ажвап цолой содван дап лекшлоци садуло он дальше банк шерг через банк бе он доч момент чхул банки حكي خل شون كي يخصدش دوغا اوقصدش момент хул دو دي он امبو налоговый чуахун كي يخصدش حق شيخ دول حقوق то есть سؤال شو ويقامن اوغر يشتك ادو تغن عامر دوي كي يخشليل وعامر كي يخش долом دي ايدلс долом دي ايم ايدلс взаимоотношения государственные структуры сами взаимоотношения это يخاديش دوين يخاديش تو так يود أقد عيدر عيدل بل ببوخش بالنابو عيدل بل هيت بل بغان صوت راس كرجر زي تسقيت يكر ودستريني يتشي قوم انت شي يخش بالناخ دقداغش شو نوخشي مدو شو دون مخل إشت
اش اتس شي بويديني تا شي ناخ دعل بوخون داج اش شوغين ولا اش خلغيتر دين ولا اش ديون اتريج دي ما حق ولا تقن شي جرجنا بو تنا وستيبو تو تانغدو تو قوقنغدو تنخ داق يغدونا دو هوق انغوشيتي حمدوش انغوشيتي حدوش مدو تيغا درك بوخ شو وين دعل دي تشقول يوم تنديلا بجري هور نوختي شن شايد والله ولا شاد يونا وش государственный структур بالله ولا شي قوم تسويخو شي قوم مخكع ويخو شي ريسبوبليكين بول بيش ويخو شتات بي بول دخلاخش يخصو تبين شي ناس كوش ما دولش تلاز داباخشن شوي Не, война, Халдез, как бы мы долго продолжать эту тематику не будем. Алдез уже единственное, что Сунсанга, когда я сталкивался вот с такими вопросами, много раз, многие случаи приводили к тому, что на самом деле руководство никогда не говорило, вот это нижнее сословие, которое занимается непосредственно последняя ступень, они не иногда, а превышают некоторые свои полномочия. А я знал, не знал. Но что из лишней спеси нужно знать, что вы сядете. Самомент сؤالوش. هنزي حال هو يري تنومر يردا تش تمامент да на тухсал линии доверия уж. И что момент خلي يشير действительно دوي. يرجوش خلي يشير هو متى يرجوش خلي يشير номер. إيش отношения? Не то, что из ГАИ, насколько я знаю, ГАИ, если хоть один человек, есть, ты позвонил просто, меча мацола, все, человека сразу домой. Вот. I samme moment eller jo eller sån var det moment sån еще ett саду юридически шеш бог бюбелеш бон набаз юридический шех дома дочь церк хадерзунш дохда тажим шеквети ойли итат тажим дон шей قوم поддержки шеш аш то чама сорей он консультации еш дон тажим дон за бюрош открытие эдукации за положение едат не обязательно дон уголовные дела ши убийство, ши, вожи, это было. И что это экономический дом, что да, за этим что поддержки, ويقام كوكير خوتي ساجم حل بي ويقام دحيح قومن دونا كيخ سمولي لوديز هوق شيخين هرتديش هوغل وجهل يشادك عديز يش مدو بجري ويتقام مدو. Да. ДРС хил черту. Бех конбилыш не бежит сюда ару. Да, услышали, давай гурду кой-то. Ассаламу алейкум. Ты тоже сейчас теперь скрываешь свое лицо? Я сам башлам. Башлам, что ты, что мокшай? Да, что? Да, солнце, дюч, я терез, да, на волшню, а ца хош саар, сахазом доказ дюч башлам. Хин свой устрада, волчана. Это гай белхош, сатина, удар сатига. И страховки церкса дала ваш страховкам ких штраф я заезом бог, короче, 800 рублей, думал, отгодина, дала 400 рублей. В общем, ёх штраф я церкс. Вахин да я здесь, ну, ких чкечдеш уиз, so ких чкечдеш минут, я киснариш телефон, ха я хэнсэ, хан хажисо, отсо бог цана туовол шаваца, цана телефон туолу шаваца. Ну, цана штраф связи, телефон я туол шумёт нерцун. Дела согласие кантуцы гая болбин ши гергер тагу телефон шмоята с ваша босс телефон то хадоша с моду доялас штвист хлисацинг цой садош садода сон штраф цязел цязитосон хаяхадин ан страховки ахтайталдат сундуку берсайш са позитивно нахго нахчи чваца дел хнхетамс цасталеров херса ну рылык хэнна дала غلق خصدق تنيروف كيرسا باشلامتين داخل ماشي يتشخنا داق هميشر ويلي السيورت اياقش ميشر يتخارتون يرتات انغوش يتر غيرو قايل هما دات والله داولو يلاو يتيسا كروجي بس عجيب موت تامشين بيوش متناتا اسم هم هودا قدينير ايش صحيح شو
Хорошо ли olur انت بوي. Это сегодня, сюек тал, диоди, теби вали лир, теби вали, сюек бахтам мошу. У меня один, مو بحثون ماشي إيش دوزكيش ماشي حيو شو هري أسباب سيوغر مياقتريت هون سيق شو حقول تانا بلغا هو خروا هري وجه سيوغر يقريات بس هون سيق ما سيوغر يق والله يقريات بس سيوغر ها هون سيق شو أنا هو ودستوريني هو دوا تدا سودا باريكي ولا ديل دا يقريات يات سيوغر يقريات سو غاشلي شو سيوغر تعبوا هو يقريات الليرس تودر سيتواتسي يقوي ده حوار يق başlam deknek tangi hata yakmış yer. ماشي غاشكم ديل تام داتا إلياس أشتو سيخوينا ويقيس وشو Aga diyecek değil de. İdol katı ya yeter başlam euro ternak. سوديون صح ما قول سو تام الله أسيتهم أسي ديجيتال دوي والله الله وتيش تانمتع ويعدل تانمتع ца проблем хинамаят никогда в жизни со качметя сюз хил камал генти вездамал ишт эц гойваш смабохор дуй шейт дон хил ка везд غزدين لوش خداخيل جدات ويت سحولش دلا اسبوع باش ايش ما بس دلا شاوي جيما تقول دون за دين لوش Мы же не обо всех говорим, конечно, само собой. خيتي سوالات اسم دامي просто нахуй цаберш дон شابك مباتي وشكولا Предостережение, يقوي بوشيك, и все. وبوش لقودو دو إناخ بات ويخداق يحكيش داق يحكيش ثاني وين دعو القميل شديت تو يقتان تيتو وشويلولا بولناخن وين دعو القميل شديت متك تغليد ديش قميل لوس ديري ويقوم برت خلاش داق إيمن إتسو مش إيوم مش دوي إسلوچيش إسحجاسنا إسلوچيش إيش رزدواتيش يوروبي قوچوش دوي داقستاني قوچوش دي أحسيح قوچوش إيشاسنا إسلوچيش إيش رزدواتيش يش قيتيو سؤال شو هنت بوكوان نداغ ينسون دونا سام بوبليكاتي دو تير ايدن ليش بولنا بوي تير اسبوها بوبليكاتي بوها كومنتاري ينسون اس نوخش متلوجتو هولت نوخ شادو انتغن انتريو يوروبيا ويتير ايدن لوي وحكموت شغلات يوم دوتشلات تسودو خير شيء هنا هذا داسوات ان ايربوش انتريو يلا اسبوع شقي يور سمايل شخيتو شخيت زوالات لا ايش هم مش دوي تا دوتك يقولش متك يولق دوتك يقول متك يول إذا يوغز وغيتن والش تجن دي أبيراتsa دش تيرش يوغش سوسوك هر إيلر بوغش يتشن بوغر أصلات ديك وبشي ديك أصي تسأول ألا تبوغ والله بالله تالله بوغ سود عوغن جوحا سونا غلق دولش ويزدا بولش داج سيوغر هن سمت عصي قوم مخدوغ لولش عوهم ديش وقا المنشن سيوغر بيك باقش مومنتي نقوي عيد لعب وشو تيشيش والله نق نجالني كويتام سنتر شغلات زميلر ودر تدوان جينا تعوقيات سيوغر دات دال دي تعدات ودولش دو نوخشي إلر تصوصي نتاع نوخشي دو بوخش ما دوي وي أجاز دات دو بوخش دات ويا ما دوي ودولش دو نوخشي إلر تصوصي توي تيشي سوالات ويشت كنتي بوي شاش بالله بوخشين عادات سمامات تشتاجو واجن غيتر سونيز سوم بوليتيك وات ويا نيوات هذا رزول وجري رزود عدو عيرن شوي قام دوي ويقوم بالله دوي إيش هديكم دعاخايتن شي قوم سيد إخويد نرج بالله دعواقر ورشوش الناوستي أشا هر أربع قنبلة هر ماشر النق بيخبش خلقنا قاسن وقوم دو قهوك شدو تقوى عيدل اش دوان نقع احسن هرقان بيخدش هر عيدل بيخدش هم يلدوق شو بالهر دادو ودش نقيت لبوينك بيوات شو تقوى حقا ديل جول ده وديلش للوشنيو يسون عايت رأي برايول خل يزر هور عيرن دات هم ديستوش خلقيت عويك ديون كرجرز قاعش دات مشتم دو بيحكم بيو انت هينز ارول سو عديك يو أروع كراو يا أخي. سو هين سو يول شوخسو все تكنو كنت حتشو تسوى أقوى كنت عدوك حتشو شمسون نو وات حتشو آخر غرني حتى حتى ميجاوتا سون سيبيرا وميحسون حتشو تسوى لا عزبروش حياش بايد بات حتشو غو يوا إنترنت غو يوا سيالنا تشوى العزيو غو يتسيجا Что başlam. Khayr da aldi tsuma datsa.
Сажем хазом гейте тогда это ясал. То есть, Ингушетия руал, а вот на колос, не? Хохирук сигаре, а вот это. والله ستور واتر حطني رافك حطني رافك وش لا اللي حالي Да, идер да بس царам. تصني صندوق تعال تاني رافك شهر كيف كيوتك صندوق تعال تاني رافك أحسن خز أرى عليه والله خز شينكو ثاني سويز ووزد وزارني براشك عليه تعمل ده أحسن أنا بيتو همشوت كيشوخين هقوت إيه ماسك يعني حاليا خز تعال ماسك يا سوما بسم الله العغاش تعوده غاش عوضه Я бензин мела цадиес боа. Да, бензин вата, газ вата, цао, да, цевешон. Поэтому за это переживать не стоит. Була хага с полностью переписать вика кара. Ша ингушетия перепись населения еш бол насан. Халяст эя зе консуна. Ну, перепись, ты говоришь, хуар, да, перепись будет только в марте уже известно будущего года хухарду хаусарду этига. В марте бехуар, да, кто сколько приписал, кто сколько сделал. Юхица варсун баштам. Иза вари острадер вар иза. Сажем чех квела вош варса тан сих варса. Сацавин чех кондоя кауш окчуа бейр что хара доважа дуал сажем яхиета тенцосун дела. Hinца вуда диза ца цоин штрафу а язя дела hinца ума бахила даца. Хазлар тя кюца вош шула харим. Ца дюцур дарасел. Римен дац атя сума дац. И дела дошлась, а вот оно просто алило, что кто штатся, не алмаз суавр бехпехкен. Цадел чцавален доша делиас и дош делчул тя и дохо ишцахилен и наос лятин олметик дагмелиох. То есть спидометр те хош. Ишца говорен иш боли хоб. هالكل ديك يلا سعيد بعرفه Да. А ты знаешь, что генах с элума да цар. В любом случае, мы Вайдвичтега не стоит забывать и путать одно с другим. Мы говорим о том, чтобы предостеречь от каких-то делений. Опять же, мы же говорим с вами в прямом эфире, мы говорили как раз о чуанчур, кюкбяхки, чуанче, армовой кюкбяхки. Что Ну, о наших этих в дебатах, которые в прошлый раз, которые говорили, мне после этого многие начали писать и говорить, считают ли они или не считают ту ситуацию, которую мы обсуждали по поводу НКО. Насколько это, короче, стоит ли за это переживать, что это обычная мировая практика и так далее и тому подобное. Мы же не говорили, что 100% это будет. Но просто мы такой народ, который уже 20 последних лет была война, у которых было 300 тысяч человек погибло, и мы не хотим допускать даже минимум каких-то, как говорится, дать возможность, чтобы что-либо спровоцировать эту ситуацию у нас. Поэтому надо беречь, надо предостерегать себя. И иногда, порой мы сами того не замечая, у нас очень большая проблема. А теперь спустимся к нашим, как говорится, сайт тематики, к нашей с тобой тематике. У нас очень многие историки, публицисты, некоторые, которые любят писать всякую лабуду, такие как Лаудаев и его компания, которые занимаются, пишут историю. Вот им главное отсюда взять, туда переставить, напечатать под своим псевдонимом и заработать на этом. Они делают большие ошибки. То есть большие ошибки, из которых потом наши некоторые недобросовестные соседи берут, используют и говорят, шучар моя зини и шуниш мабей шпуш. Вот таких моментов нужно, конечно же, избегать, максимально избегать, и нужно задумываться над этим. Сайд, не хочу мовять, не ходишь, что 2 минуты надо перезагрузка на свой трафик, да, я вас перезагрузить на чего? Дерево, мы гордух башлам. Перезагрузить, он просто час закончился, надо перезагрузить. Шинно, это же история, и целый эррор, морон. Ватсон, это 6 минут, я соца история, Ватсон. А сейчас перезагрузить, что на чудо, что интересно. Да.
Так, в первой части во второй части нашего эфира побывало 648 человек. Вот за все время эфира 648 человек. Это те, которые в прямом эфире были. Так что в нашем строю, как говорится, становится все больше и больше. Его Эду, ты ущемляешь, ты не даешь слова никому другому. Сегодня без дебатов, походу. Муфой, ты ошибся. Почему без дебатов? Все, кто отправил запрос, я принимаю. Принимаю запросы, отвечаю на вопросы. И, как говорится, дальше уже сами на свое усмотрение. А с любовью хаясь принимать, ну, желательно, конечно, показывать лицо. Ну, Саида все видели, думаю. Он просто сейчас немножко, я считаю, ты сурхел, зуд бершанча, я шуалан. Ой, бях мобила, Саид. Чуаю, очень хазам целазе, слышали. Başlam. İnsan da zaman заблокировать твой канал, да он обошел. Хасяла дуйда так блокировать было. Что он на вас, а? Совеш он дел дуйтез. Масара совеш хел часа цаца вот самега. Пару минут ешь. Башлам, кто все-таки подставил Хизир Раев? Не понял вообще, что за Хизир Раев? Не знаю о чем. Сих Саид Олбохак Дуих Рах Саид. Да, и всех целых чех элабор садит. Чех Саид, вы, если услышите мертвый стук, то не удивляйтесь. Чарту мусор, где подписаться дешь. Башлам, мы жестокий, оба. Да, я очень добрый. Почему я жестокий? Сайд, подтверди всем, что я очень добрый. Да, Башлам, царь соволса. Это ты сейчас решил мне отомстить так, да? Лацаляцию, я молю. Сайд, включи экран и моргни, если в заложниках, ба. Народ, кто-нибудь знает, почему между Серноводском и Сунжи Слепцовск убрали ингушский пост? Да, убрали, потому что была договоренность, что все посты между регионами должны быть упразднены, ну, по крайней мере, между братскими республиками. Об этом была договоренность, если я не ошибаюсь, еще года 2-3 тому назад, что по максимуму будут убирать, да и зачем они нужны? Причем тут это? Никто туда не собирается не продвигать границу, ничего либо делать. Все в рамках закона. Что тут непонятного? Да, я прав? Гутур не су пошла. В рамках закона худиштация. انت ماشي ويو ليشكو خاتش انت تعدو خاطر سنسلا شو عجبت ماشي ويو خين شو отписаться для доступа номер хуюй. Фугас мой алиези. Взрыв пакет, меч класс, карту глушитель, чу алиези. Це не надо задавать такие вопросы. Вещь таць, хайт, вещь таць. Чабалхан, хасюец. Дол. خلينا قاموها توش تسخوي تردون شو يا اخي ايش كان توصل Сади, ГАЗ 56 уба. Ай, физикон ях мусост. Ай, асбошло закона. Все в рамках закона у нас всегда. Иншаллах. Поэтому не нужно за это переживать. Так, слышали в конце, фу, это и есть... Ладно. جنجر بوشو كان توصل خش تلا Саиди как минимум камры хализба. إذا خش وصل تلا إيش تخيل بيسك أنت Инструкция по закладке фугаса есть в мультфильме «Винни-Пух» на чеченском языке. Станцилась.
Борзик. О, пошла тема, короче. Все начали говорить. Ладно, есть ли вопросы? Так, кстати, уже можно начинать наше обсуждение. На чем мы с тобой остановились? باشلام وأيضا بيلوش نقا يلويرش نقا حيخر خوش نقا يقبع تقنا خز خليدر إنيستو ويقول ترخ ووش سمو يديشتوك ويدوي مصو هنس وين غوخل أغو ويحا خويز بلوغرش سبلوغرش مصا نقا خل ديشترقز هنس مودو وينوخشي شو خل ديش مداتي ووش تبتبيش بلخ ميتك باندولش بس يا أها الخيط سم صم إيش دق كوريا دق سونتينا تاك إزيك بيتسهل إزرش نقا شيء вы дышка, да, вы да, у нас всегда было понимание о таких вещах, презрение было к таким людям. Почему? Потому что куралы, суантало, шу курал, миллавала, митчанавала. Да и честно сказать, обычно люди, которые проявляют себя с такой стороны, ты знаешь, они не всегда являются смелые по жизни. Честно тебе скажу. Никогда такого не бывает. Обычно тихо, молча, ще ночью уйху, ще эльбол, бог, ще тебелебол, дых хоч пешет, он намного опаснее. А эти люди, это даже не зависит от должности, понимаешь? У нас сегодня, если ты поставишь кого-нибудь, ну, я не знаю даже, какую бы профессию выбрать. Допустим, ты просто-напросто человек, который собирает деньги с газа. Холцар, этих, как их называют? Кассир, холцар, хол. Маля башлам газда хадаря раз Инспектор, что ли, так, хорошо, пускай это будет инспектор. Пускай это будет не инспектор, там, инспектор просто по счетчикам по воде хавесхуй, масла. Ну вот ходит человек, контролер, абсолютно верно, контролер. Контролер приходит, и ты начинаешь ему, считаешь, что проблема. И он в этот момент, когда-то, я сказал вначале, как раз, когда я говорил, тот злой и добрый, когда ты начинаешь этого контролера или кондуктора, назовите как его хотите, ты начинаешь ему говорить мягко, красиво, и начинает тебя, он тут крылья расправляются, ага, вот теперь я разберусь. Мне в этот момент, знаешь, что вспоминается? Я понимаю, что это не сильно подходит в данный момент. Я смотрел как-то один из комедийных роликов. Это, кажется, инспектор был. Инспектор ГАИ он был. Он тормознул сотрудников больницы, точнее медика. Ну, само собой, не отпустил, но это в России показывают, они не отпустил, взял с него, само собой, штраф по полной, короче, наказал его, отпустил. Как раз, кстати, об этом мне рассказывал один из братьев в Дагестане с Казбековского или с Ауховского района, он когда ехал, ему то же самое, как бы специально так далее, начали приставать и копеек шагать. И он приехал, а потом, само собой, у того появились проблемы по здоровью, он пришел. Тот в медицинской маске. Но несмотря на все, люди же запоминают людей, которые им сделали плохое. Понимаешь? И, само собой, выпала возможность тому оторваться на нем по полной программе. То есть то, что взял тот, в десятки раз больше он отобрал у него. Нет, он его наказал, там, эту болезнь, ту болезнь приписал, чтобы тот купил, ну и в 10 раз больше его ободрал. Мораль была в этом коротком ролике в том, что кем бы ты ни являлся, завтра, послезавтра, ты же в этом мире живешь, и тебе нужно общаться. Кому-то ты плохо сделал, завтра тебе сделают плохо. Мы должны это понимать. И любая должность. У нас люди, которые дают какие-то деньги, поборами занимаются, завтра, когда они заканчивают вот эту ситуацию, их дети идут куда-то на работу, у их детей Всевышний наказывает 10 раз больше заберут. И у этого человека 10 раз больше заберут. Да, ларваль миск таки да нах ошмаду. Как бы не продолжаем мы эту тематику, какая бы она ни была. То же самое, вот когда происходит, ты живешь в чужих домах. Сегодня ты донатишь, завтра тебе донатишь. Суетово.
Эх, суетолог, суетолог. С радостью, братан. Если ты сегодня пытаешься на чужом, там, на чужой земле, в чужих домах прожить, уже 70 лет ты живешь, не возвращаешь, и завтра, послезавтра, если ты считаешь, что ты счастливым уйдешь, а если ты умрешь, не отдав этот дом мусульманину, жителю Ауха, или не переселяешься, потому что хочешь максимально выбить поддержку там у кого-то, хотя есть построен целый микрорайон, с каким лицом ты можешь завтра стать перед Всевышним Аллахом? Если мы переводим это, как говорится, это эффект бумеранга называется. Понимаешь? И не стоит об этом забывать. И поэтому, когда мы говорим об исторических процессах, о справедливости или несправедливости, сравнивать людей, которых отправили за несколько тысяч километров в Казахстан и в Сибирь, депортировали, вот это называется депортация. Понимаете? Депортация эта тема называется. А человек, который с гор спустили, ну там, не знаю, километров 10-15 или 20 километров спустили, как говорится, в теплые дома, причем климат более мягкий, где вода есть, сантехника, все дома есть, ну, грубо говоря. Все, ну, сравнивать это, говорить, что это депортация, у меня, конечно, не поворачивается язык. Да и плюс ко всему, разрушили, не разрушили, за это время ты мог потихоньку там, когда вернулись, я могу понять, сразу вернулись, через 13 лет вернулись дома, чеченцы, Маслабас, ночью. Ты можешь сказать, вы можете подождать, мы лет 10 восстановим свои села обратно в горах. Ты можешь за 10 лет восстановить там дом. За 20 лет ты можешь восстановить там дом. Но Можно люди, попросить этого чеченца, да, Лабрат, Одердаться раз он. да, я и плюс ко всему тебе говорю, ну 70 лет прошло с тех пор. Фактически 70 лет не могут вернуться в родные дома ауховцы. В чем справедливость? И плюс киясах им за эти дома заплатили. Им за эти дома и так далее. И брат Умар Шароевский спецназ Поездку в Сибирь подкрепился. тоже оплатили. Да, я так понял, это Шароевский. А, нет. Нет. Умар, ассалам алейкум. Саид Сила, Самудана, Надо Кагенах, ишь, малыш. Это запомни, это не я сказал, сам виноват в этом. Вот. И мы то, что вот когда вот такие вещи происходят, несправедливые, это, конечно, долго остается. И после этого, когда начинаешь утверждать и говорить, что мы же братья, мы же все мусульмане, да, конечно, братья, да, мы мусульмане. Я не могу, делать такфир и сказать, что нет, вы не мусульмане. Но есть обязанности у мусульманина жить в чужих домах, на чужой земле. Это неправильно и несправедливо. Пример тому, допустим, я не уверен, что у Хабиба Нурмагомедова, что он являлся таким богатым или богатеем, чем остальные. Он же говорит, как вернулись чеченцы с депортации, они сразу освободили дом и ушли. Разве он не лицо, которому стоит подражать каждому дагестанцу? Достойный он, достойный. Спортсмен он. Достойный представитель своего народа, там, аварца, цумадинец, он, кажется. Но я не знаю, кто там, я, честно сказать, могу и ошибаться. Все это есть в нем? Есть. Саид Буарз Иш Данельбекс. Саид, тут твои эти братья. Я с Хестем был, Башлам, я с Хестем был. Саид, эта тема, я так думаю, что ты сам про себя сообщения там пишешь и отправляешь эти. Да, я сейчас смс-ки Азоряц, по-моему, смотрите. Все, ты запалился как и Жматяускус, да? У тебя латвийская фамилия такая? Башлам. Я с Хестем был, гаишник будет иметь чувство, это начки очень берешь. Царасон, Хестен. Шаройский вейсо бая, гудрмесер. Усо, хасон, гудрмесер, уй. Гудрмеский, от Шарой Оля, да, это Ирбарасом. Ладно, сейчас не. Башлам, насчет Хабиба. Еще там. Да, я хотел как раз-таки как-то перебился. Он же сегодня все хотят ему подражать.
Он как мусульманин, как спортсмен, он призвал, и он своими действиями, он рассказывал, что они сразу освободили дома чеченцев и ушли, насколько я знаю. Вот это же является примером для подражания. Да, Те же ты... самые, кого они там уважают, этого очень сильно, милуцерицы, этот религиозный, Абу Амари. Абу Умари и все остальные, они тоже говорят, что это храмные дома, если в них живут мусульмане, если они не купили. Само собой, из ауховцев, насколько я знаю, никто не продал и ни в коем случае не собирается это делать. صنصو حبيبي جودي كوخي ترخان بشام صوشيت اللي تشحوش واتس داخل حاجة واتس عنوخ جلت Нет, الشيبي мы не про его спортивную деятельность не говорим. сaqit вах сообщай ша Хабиба Штарун почему ему не подражают в этих моментах да это хороший вопрос Хабиби хотя положительная сторона Герсонен когда какой-то блогер его спрашивает или как журналист про взаимоотношения его с чеченскими бойцами или там вообще с любыми другими национальностями, он говорит, ну вообще-то мы братья, мы сами как-то между собой, зачем это, как бы сказать, это раздувать. Фатим, куда ушли опять на кумыкскую равнину? Фатим, честно тебе скажу, я не знаю, куда они ушли, на кумыкскую равнину ушли или нет. Я в этих делах не знаю. Я имею в виду, что они освободили земли, именно имеется в виду дом, в которых они жили. Что касается кумыков, не ауховцы, все, которые со мной связывались, в основном очень хорошо отзывались, потому что кумыки поддержали больше всех ауховских чеченцев. Тут никаких сомнений нету. Но какие там взаимоотношения у них и то, что они начали все больше и больше заселяться в северную часть Дагестана, а это в основном кумыкская, как говорится, равнина и часть, это уже ваши внутренние, туда я влазить не могу, чтобы ты понимала. Если я это скажу, сразу получится, что я занимаюсь разжиганием. Я в этих делах не хочу лазить в эти дела. Но я помню, когда была тематика по вопросу с кизлярским знаком, особенно про Кизляр, когда решал этот вопрос Даудов, и причем решил он очень грамотно этот вопрос. Хотели разыграть картину, там, ингушскую картину 2.0 версию хотели сделать, но это не прокатило. Почему? Потому что там все было в рамках закона, и никаких проблем с этим не было. Там еще сами дагестанцы были, уважаемые дагестанцы, которых любят в народе. Я как раз к этому иду. Они мне позвонили. Они позвонили мне, начали звонить, особенно сильно начали звонить кумыки, и начали говорить, что если и были бы претензии, в основном должны были быть эти претензии у кумыков. Говорят, мы, кумыки, знаем, что вот эта тема, вот этот кусок, он был и есть, и остается за Чеченской Республикой. Валлахи, клянусь тебе, это реально то, что мне позвонили с десятков кумыков, это однозначно. Мы, братья нашим чеченцам, нашим соседям, мы знаем, что вы ничего не нарушали, и с этим знаком реально была, вот кто-то хотел хайпануть. И некоторые общественные деятели с Дагестана очень хорошо подсуетились и сказали правду. Стоит отдать должное, несмотря на то, что после этого их оскорбляли, говорили, что им Камри подарили, Мерседесы подарили. Я помню это, они заявили и в Фейсбуке везде написали, никто не должен говорить того, что не было. А не было того, что чеченцы ни на 5 не нарушили закон, они все сделали в рамках закона. Поэтому вот такие вот вопросы, конечно же, должны были решаться также и везде, конечно, но не всегда получается. Тут немножко другая ситуация по Ауху и Кизляру. По Кизляру там как закончилось, мы знаем. Хотя в этот момент, я помню, еще высказывался председатель парламента, он сказал, мы и ауховцы все это услышали, я думаю, что услышали, он сказал, мы же вам не говорим еще за то, что вы живете в домах наших братьев, которым мы до сих пор не вернули эти дома. То есть эта власть, эта официальная власть напомнила, что Нохчи ничего не забывает. И мы всегда знаем и слышим, и прекрасно владеем этой информацией, что там происходит. Я ознакомился с этими документами, которые с восточными, так сказать, ауховскими землями. Я прекрасно эту тематику как бы
знаком с этой тематикой. Я знаю, что там есть огромные махинации, как это все происходит. Но в любом случае, то, что происходит с ауховскими землями, это несправедливость. Это реально несправедливость по отношению к жителям Дагестана. А они, жители Дагестана, с 1921 года, под каким бы ни было то соусом, этот кусок оторвали, хотя он входил в Терской области, и этот кусок, и они всегда считались, и во время имама Шамиля он был прикреплен к Чечне. Ну, ладно, это уже история, и мы об этом обязательно опубликуем документы, благо есть к этому. Я знаю, что есть некоторые материалы, я читал, что вот этот кусок, особенно, который уходит вплоть до Каспийского моря, еще было решено в советское время, чтобы сухопутная дорога, если вдруг будет проблема с Чеченской Республикой, чтобы у Дагестана была сухопутная дорога, что вот этот кусок от этой части были, как говорится, отодвинуты. Но это оставим, как говорится, историю, посмотрим, насколько это достоверно, недостоверно. Факт остается фактом. Надо изучать документы, огульно говорить или рассказывать сказки не стоит. И северная часть Дагестана, которая в основном с нами по соседству всегда были только кумыки и нагайцы, вдруг сейчас уже, вот мне буквально, ты видел или нет, я не знаю, сайт, начали скидывать карты, которые вот так прямым, горизонтальным, нет, вертикальным прямым столбцом уже там этнографическое расселение они пишут, а там написано Аваристан. А кумыки там вообще маленькая, там такой какой-то как в виде печени. Это засулакские земли, только вот этот кусок. Там даргинцы есть, лакцы есть. Ну, то есть картина, вот я не знаю, кто это ее сделал. Вот как раз таки вот по такой же тематике была сделана карта, где рассказывалось о Сарире. Я же не говорил, что Сарира не существовал. Я говорил, если оно было в таких масштабах и захватывало всю центральную часть и Чечни, и Дагестан, и Ингушетию, часть Осетии, Кабардино-Балкарии, я говорю, где об этом написано? Никогда нету ни одного автора. А те воспользовались, он дуб-дубом, башка не варит, он что сделал? Он говорит, начал скидывать, якобы историк там Чечни спрашивает, где там Сарир, и начинает скидывать мне там какие-то источники о государстве или там столице Сарир. Мне это не интересно, я не про Сарир говорил. Я говорил именно в масштабах этой карты, это недостоверно. И что нету такого государства, и не было тогда такого никогда. Ну, видишь ли, каждый же понимает так, как он... Так, я так понял, Саид, мы с тобой про историю говорим, здесь снизу идет какие-то баталии, которые неизвестны мне. Опять же, Абадиев какой-то, зачем? Ладно. Абадиев, Чуваловой, Долч. Насчет границ или спорных моментов с Дагестаном, я вообще, как бы сказать, не думаю, что у чеченцев когда-либо будет таких вот серьезных проблем с ними, потому что среди них большая часть населения готова сесть, вот, как бы сказать, обсудить, принять свою правоту или неправоту, если надо, как бы сказать, предъявить какие-то документы, факты, а если надо, там, сделать шаг назад. Допустим, вот я вот сильно удивился. Саид, А? Саид, свободила ваша цамина, хадвашти смотрела. Башлам, по твоему мнению, учитывая митинг, какой процент ингушей с нами, только честно. Если ты говоришь, я говорить буду только за интернет-пространство. Я не буду говорить тебе за все население. За все население я не могу, я уверен, что там. За интернет-пространство 80-90% полностью, если не 95%, полностью согласны с мнением вот своих вот этих, называйте как хотите, кучки и не знаю кого угодно. 80-90% без малого, все, кто сидит вот в интернет-пространстве, они считают так же, как и свои вот эти представители. Тех, кто сидит в интернете, пишет, прошу не путать. Интернет-герои, интернет-войны. Простых людей я туда не вмешиваю. Это вот мое мнение. Я не считаю, я не проводил социологические опросы, поэтому... Хадис Асаид Бехмубила. То есть, насчет того, что я вот... У нас же были разные территориальные недопонимания с разными соседями, и каждый из соседей отреагировал на это все по-разному. Поэтому в вопросах
с Дагестаном, мне кажется, они намного серьезнее к этим вопросам подходят намного добросовестнее. Допустим, при первых же днях возникновения вот этого недопонимания вокруг этого знака, в первую очередь своим же дагестанцам начали объяснять именно дагестанцы. То есть до нас с тобой, как блогеров, дело почти не успело дойти. Человек, который очень сильно любит свой народ и вообще свою республику в целом, Шамиль Хадулаев, который часами сидит, объясняет своему народу, пытается какие-то поднимать вопросы и проблемы своего народа, в общем, в целом не просто своего народа аварского, а вот как бы и других народов, которые проживают на территории Дагестана. Человек, который свою любовь к своей родине показывает на деле, поступками, потратил полчаса, чтобы объяснить своим людям, что где-то мы не правы тоже. Ну, имеется в виду дагестанская страна. Там в вопросе в каком-то даже не дагестанский, а вот жители Кизляра, и то не все. То есть я что хочу сказать, Башлам, когда вот возникают споры среди соседских, братских народов, это все правильно, все нормально, ничего тут удивительного нету, они всегда возникали. Но когда эти братские твои народы действительно относятся к тебе по-братски, это уже заметно с первых дней. Поэтому как-то вопросов с Дагестаном намного они как бы, кстати, мне... Ну, я чуть-чуть по-другому Просто теперь на них смотри, смотрю. ну, во-первых, честно сказать, я не стал бы настолько прямо уж разглаживать эту ситуацию. Шамиль отреагировал, но он отреагировал не сразу. Стоит отдать должное, но отреагировал. И не забывай, Дагестан – это разноцветный лоскуток. Там, допустим, с первых дней кумыки не поддерживали вот эту фитну. Кумыки не поддерживали. А это земли именно в первую очередь, где проживает больше кумыков. Не забывайте об этом. Вот это самое главное. Второе, что касается Хадулаева, он, да, среагировал. Он, да, начал говорить, писать, и благодарность ему. Там же разные народы, понимаешь? И там, само собой, каждый представитель, там многие абстрагировались от этой ситуации. Там были определенные люди. Я же призывал, ко мне в эфир заходил один аварец, и он, когда мы начали за этот знак, я про карту, когда ему все уже разложили, он в конце концов сказал, у нас есть вот обида на вас. Понимаешь? Я ему говорю, а в чем там обида? В чем? Что произошло? Он начал говорить про эту ситуацию там за Шоковским районе, Юртерк, Тацанин Сюли, что было это. Он это мне припомнил, начал припоминать, что в Аухе произошло, там приехали, начали там типа вести Туркиш Гардаш, Атия, Делда, и Ад, Мухара, Судиц, Атия. Я прекрасно знаю, что там было в Духвахах. И мы начали говорить с этими людьми, разговаривать. Мы как раз таки, понимая всю вот эту пагубность ситуации, которая происходила там, люди по-разному реагировали на это. И когда узнали, им не понравилось именно что, вот вы там нас, оттуда вы выкинули нас, сюда пришли на разборки, а в этих разборках кто участвовал? Допустим, кизлярские, терские казаки и руководство, они сказали, это, да, это ваше. Это ваше, сказал. Те сказали, кумыки тоже говорят, мы не при делах. Вот эти в Ауховском районе, то, что произошло, опять же, там же произошло с кем? Ни с кумыками произошло, ни с лакцами не произошло даже, хотя лакцы большинство и живут в домах ауховских. И у вас Юлиш Саня не стали. То есть это была стычка не столько о земельных реальных вопросах, вот обиды, которые были, которые накрутили, понимаешь, и вот это сыграло как бы фактор. Но благо разумные люди Дагестана и блогеры и все остальные хорошо эту тему. Тут пришли, приезжие были в основном, кто эту тему там поднимал. Приезжие были, не местные даже, а приезжие были. Да, приехали, и, честно сказать, стоит отдать должное, там очень хорошо среагировали. Но и что я думаю, но чему-то. МД, шхуаши, ницхула структуру шукабол, он хвай.
سألتك شيء تندر все هابكين تحمس خنوخ شتير واي وجا يهم خلاها ويقيش كي продаются до على надеюсь. Поэтому это все закончилось так. Опять же, возвращаясь к территориальному спору, который был в Горной, пришел Красный Горшок, увидел там Садоевскую башню, там 10 сантиметров подвинули, придвинули, я хотел, то хотел, все хотел. Ассалам алейкум, башлам, Ильяс. Ва алейкум ассалам, Умар Дейрес, Хилдал Садуев, Донати Атинчун, Дал Сидуев, Шубулдисник, Эзачка Судуев. Он пришел, а эта башня находится на территории Чечни, понимаешь? Там снизу то, что Ансалта находится, или Алмак, Ансалта, я не знаю, нижняя часть. Верхняя часть это Садоевская гора, Садуев, Бау, Юсигаляч. 10. Я пришел, здесь пятиэтажная башня, дверь закрыта. Какого чего? Мне пожаловались сами эти салатавцы. Да никто тебе не пожаловался. Ты, Бурундук, в Красном Горшке пришел, когда там нету ни одного чеченца, поднялся на чеченскую землю, начал ходить и распространять. Потом уже, когда Google карты начали все это брать, увидели, и все, чем закончилось. Закончилось тем, что как началось. Потом уже, когда нечего было сказать, появились темы Мируба, Шейфсу, Антиша, Мило. А я рад, да, что делаешь? Бисмилля. Салам алейкум. Домой. Была, но вообще. Это орх, это антиша, чего? Согласен, Ага. Фатим, это тема, историческая тема. Это... Фатименам, Худендер, Ервац, Башлам. Орствой бац. В общем, население Хайхонцер, вообще Москву уж примерно. Где именно? В Чечне? И в Чечне, и в Ингушетии. В общем. Ну, думаю, что в принципе. Добр делаешь, возле телефон, ты чушон. Отключается телефон, бах, садится. В любом случае, 500 тысяч бацон. Бац, 200 тысяч бацев. Я ашвал, алхамдулилlah, я горжусь бацом. Не, вала, ну он эту утку пустил, хочу цухубах. Орство всего 500 тысяч бубах. 200 тысяч, нохчичу аж бубах, уж боби знаешь, короче, Ингушетии буба мацунцу. Да, Ингушетии, эрик население, моя 400 тысяч би. Окладите, валай, биса мацабюстит, наш, я орство могу. Рамчат, ишь нахуй, тергал бы, юж баца, просто дьютиз. Да не, это пустое, он, видать, сажирует, что в Терду внимания никто на него не обращает, решил с пустой аватаркой зайти, поплакаться, здесь фитну развести. Мне такие уже балаболы не нужны. Мне хватило вчерашнего примера, поэтому нету их, конечно, от себя. Мялду, всего тейп. Тейп, допустим, 6-7, 7 же их вроде бы, да? Ну, они сами как бы не до конца это поняли. Ну да, где-то от 6 там, до 8 или 10, вот так вот. Да Allah, да, ведь байл арстрай, чен ба, да Allah, да элга байл худой, Allah. Да элга байл худой, но он да орство, он хилчи. Allah, ичси дахар хулит илшин. Шо нахилч халхиет, чон да валил хахит. نيتقى أخي ويل سارقا خز مايرك أنتي خليل خز موكشك أنتي خليل ин галга, валла поменялось, потому что ты слышишь, сегодня мы не говорили, мы сейчас говорили совсем о других вещах сайда. А чего ли с пустыми аватарками, цалма язе, и у нас все уже уходит внимание на это. К сожалению, многие сотни тысяч ногчи не понимают твой вклад, но говорят, на самом деле ты сам не понимаешь, что делать, просьба не бросать эту тему. Чего мы не понимаем? Маркетинг, ДРС хил, сосюд бах, мобитара, башлам баарсон все. ДРС хил, да, сидор. Но мне вот этот Инглен Галгану, Алласвик, Цоко Элири, есть информация, что скоро закроют этот канал.
Я так и не понял, чей канал, когда закроют и кто Чай закроет. водоканал дүйчер доцот ана турбях кел. Башлам халай вообще так олшится болтер. Задвиж чувуш, да? Походу. Им идер Слушай, Галга, это ты меня просил продать канал за эти 500 этих тысяч? каких? Хамас вешает? Башлам, да Да, ладно. Башлам, байох кансам батта вай хаз уюэлю ресторан Фиш. Агдаруй, кацак канал, я хал мадан. Леба дадел положение растаю. Дауэл. Это я помню. Рамазоти. Короче, я помню, зашел потомок Байсангура Бенуевского, ну, потомок был, ну, он из прямых его веток. Я тоже был в этом эфире. Был? Абдуллах, чувя, и он сказал этому Русику, короче, мы о тебе ничего не говорили, и Байсангуру дела до вас не было после его оскорбления, вот эти дебильные высказывания несуществующего вопроса, ну да, ладно. И он высказался, ушел. Я помню, на второй день поднялась паника, и один Чикендес Хачаилийский начал писать: да мы, если нужно, самим чеченцам 20 тысяч евро отдадут, они его убьют и принесут Алязали. То есть кто-то судит по своим меркам и дать человеческую жизнь. Галай, Мержуай, Грандлуай, Мужихуай, Белхороц, Иечуай, Обанхуай, Булгучи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, я прав был. 8 тайпов. ДРСХил, Ваша, ДРСХил. Да, как раз таки столько их. И говорить о каких-то 500 тысяч, нет, конечно, 500 тысяч было. Не, 500 тысяч, он сказал 700 тысяч. 500 в Чечне живут, 200 ингушетии. просто там, ну, это значит 7 районов. Если учитывать то, что рассказывает этот Идриска, который говорит, что весь Ачхой Мартан, Урус Мартан, и включая Берткел. Представьте, просто уровень логики. Весь шатой, вместе взятый, я не знаю, если их всех взять, даже в этом случае целый 700. Просто уровень логики хаусиш. Примерно, Урус Мартан, халоцвы, ради примера. Урус Мартан, гендерно, юк, бено, юк, пешко, юк наш, юк ша, тайп наш аш. То есть, духовно, иш аш. Иш твой примерно, галгай ари осаметики бах, шами юртвия. И пятачок, заболоченное Я место. ладуага, дади цита, и пятачок, южим цаболочи, осажимети. И, например, тигар, ингушетер, хабяхкан уж, تكئية هنت إيش تكئية أخويشان ده تبع طلعت إيش ناقش تلات تكئية أخويشان أبزنا شات ده لما أنت عاش بيش خو يقيو غلغة يقيو إل هنت إيش أبزنا شت المتكوس أتصور представь если уж تكابي كان أخويشان автоматически значит إليفتا لاتتا ماخك قيلناش إيش بو لدوا إيش حبوشك إل عينشان هو ده إيش تيات болчан вот ту логика тупая дальше некуда. Не, Галга, Галга 0606. Ваша, вот я честно, ты очень адекватный, нормальный человек, я тебе, по крайней мере, по твоим ответам слушаю тебя. Скажи мне, скоро все это все равно разъяснится. Что именно разъяснится? Ты не давай как не Шерлок Холмс или что-либо говорить. Послушай, у нас есть элементарные простые вещи. Насчет разъяснения. Если у тебя есть какие-то конкретные информация. Башлам, добавь его. Проще, Мадарон. Ой, что, запрос, добавить мой. Ну, тебе пишут здесь, вот с красной цаник Келчук добавить, ой, обошуя человеки. Тоже он English эфир, вал меги, алязинцо. Лежри. Запрос, говорит свой ложом. Он мне каждый раз, из до Сегапшинский, я не знаю, он в блоке или что у него, я не приходит. Ты прислал, я же принял, Сайда принял, всех принимаю. Вежри, шиходаша магардари. Отстаеп наш, орстой дубо, что тайп наш нюка. Считаем там, что это со булгучой отдельно тайп ту, я булгучой белхрой гарду. Это нахцапится, шоло и обан хой и обанир нахбуй иш ламчур джайрах ертак иш буйте орстой так не стойте ишталар
И хаттер дальше, юга, если ногче чё 500 тысяч орсто хилчи волает хун минута но амадац хаза махиет хун дяч что ногче чё был орсто хун мобуха в деле мобуха оман мобуха шейкам да мухляха حقوق تعمل خير بوخا единственное К таен сожалению, бомбатишь 500 тысяч. к сожалению, батюш, да. 500 тысяч это значит 5 районов, которые переполнены орстойцами, в каждом районе по 100 Забитые тысяч. 5 районов. Да, просто забитые, балат эхайнш отсюдухил безюш. Конечно, мой мосот нахал ламля духахил, но и духуль шкахек саляк. И Голландчойский район, и Марк Орской, Энеев, Мовка. Марк Энеев, Асфак Алмаз, Ширди, Ширдой Орсон Сайза, может, как у кого-то... Ширдой Олан пошла. Диалект терезам. Ширди, диалект, Ширди, Ширдой, это одно и то же. Духта, Ширди, Алязин, будешь, да, я зашхена. Ширдой Олс, Хербон, Инсхуай. Ол, тайп, Ширдой, тайп, Ол. Сундер, разница, шундацин, я же ответил на это. Тига, это просто из-за диалекта, тут разницы никакой нету. Понимаешь? Вот в чем. И выжили, Хаусиш, я хотел бы вот, мне присылают всем несколько роликов, там якобы немного юмора, гунядин, может, Аллах аят, им запросил. Я сказал, и я нисколько не отрицаю от того, не отказываюсь от своих слов. Еще раз, чуаха, орсквай будет настоящий орсквай, я имею в виду, которые любят, как говорится, скажут правду, несмотря ни на что. Асун Бахайшон. Горец мацар орство и Сагапшинский. Асун Бахайшон. Сагапшинский, орство вас. Сагапшинский является этим. Ферпил. Ферпил, да. Что тебе прислали, Башлам? Сейчас я хочу ответить. Вот как раз таки я хотел ответить задать вопрос. Да, ты Чемульга Игинзи, Халюичели, серии 80. Вот эти земли, насколько я знаю, всегда являлись землями орстхойцев, правильно? Да, конечно, правильно. Когда рассказывал, я рассказывал, что эти земли в основном всегда были заселены Чемал-Аршты, Нижний, Верхний, Алкот. Вот, я говорю, они были всегда заселены орстхойцами. Да, и вот как таковое массовое заселение этих земель, кроме самих Орстхой, Ишботшаша, появились, заселились ингушские, это после конфликта 92 года. В чем ложь, я не могу понять. Или же с первых дней прямо вот по этой теме шло, идут... ложь. Но они закидывают, говорят, что это не так, что якобы на этих землях 90% проживали ингуши, и 10% орство. Насколько я знаю... Что он добавил? Что целый латига? Ну, ранее я знаю, что орство латига. Тига хинц, вас хинца, львиная доля, орство, мелкий, уктигаш. Вас но мелкий вообще дохбу. Бумат, чемал, аршты, дехта, Бумат твою. Бумат твою. Ваю, ну, аш бейцой, исторически, инца аш бу. Ну, аж этигер, да, и ас полностью, лак халкатчил, с декарбулака, молгабека, аш беш орство бац. Валай бу. Галашка. Карбулак, молгабека, да, сон, хинц, аюичол, дехта, чемал, аршты, иметик, шуй, тик ашаму, цезам хасон. Карбулаки. Чемурге нету вообще орства. Карбулаки большинство ингушей, это правда. Ва алейкум ассалам, Ганнибал. Галашка был, Галашка Олсона, Олсона, Галашка Олсона. Верну тебе чувацию. Просто я хотел исторически узнать, заселены, насколько я знаю, исторически орство, мелкие. Да, и сегодня ничего не изменилось, Руслан. И сегодня они живут так же. То есть хейцел в Мадаци. Хейцел, да, Рамза Цигал. Датых ингушетий вообще мелкий бацба. Ингила Галгану. Датых мелкий мубац, нестеровская цархилчи, да и мелкий. Галашках 1% орства. Да, Галашка, вообще язык без Галашки я не говорил, я Галаш не знаю. Я не про Галашки сказал, Галашки мацели раз. Воюйцек, да, датых чемал аршты, эметик, что воюйцек. Но Галашки же входили в состав имамата, правильно?
Во время имамата Мало Тига Чечня. Орства Барбашлам. После того, как орствойцы выселились в Османскую империю, Ну вот я и в говорю, мы же об исторически говорим. 1873 году туда начали массово спускаться галгаевцы, царинцы, ну, насколько я помню, арендуя земли у казаков. После того, как казаки ушли, основная масса этого поселения составляли ингуши, как бы сказать, и орствойцы по возвращению с Османской империи. Трудно было им туда селиться. То ли им не давали селиться, я не знаю, то ли их просто вернули на тех условиях, что их поселят в других местах. Но у нас, смотри, не забывай, у нас вообще тема какая. Мы же и всегда делали так, мы же подселяемся ближе к нам, имеется в виду Тайпан, Бешиши, Хабеши. И если массово они жили в нижней, северной части, то есть своей земель своих, в южной части, Инсбама Батица, а я имею в виду, если они компактно жили в северной части, они будут подселяться больше к северной части. Ну, другой вопрос, тига, гонш, лямно, что метмой, гонш, приехал до метик, Да, выш поючал, метик, это плодородные Малгобеки, и это же земли да, плодородные. это равнина. Это равнина. А здесь верхний, я просто к чему это говорю, нежели чем возвращаться сюда, то там проще было подселяться ближе к своим, я имею в виду, и Богма, да, Исо? Наверное. Поэтому, исходя из этого, Бог Дусай. Свои, не свои, аж, короче, аж свой, Берджан, бабой, царь, Халахизин, царский Россия. У вас твой эхе ищем, бамцаба, ой, Богом издаться, потому что у меня очень много материалов, которые один в любом случае, долгонейнейший нахцан, да, когда кто-то жил, попивающий. Нет, Лейнха, Уарстваш, мини Кымцача, 3500 чеченских семей, 1500 уарствоевских семей. 5000 семей. Мы говорим всегда за казахстанскую депортацию, а до этого халял. Да, турецкий, в 1865 году об этом. Вообще депортация была. Не забывай, что карбулакам, как и чеченцам, было категорически запрещено возвращаться. Да. Это есть. Ну, я хочу еще один момент отметить. Если, Башлам, очень интересно, где ты скопаешь инфо по Чечне. Ваша, я читаю много. Книги в основном. Сайдин, Хаун, мы копаем везде все, что есть. Вот Донатун Тесч, Кинчк, Уэч, Карч, Уэч. Ну, есть какие-то свои места, которые не сильно распространяем. Газеты очень много. Со статей газетных мы берем. Это очень важно. Как раз таки мы будучи Рамазоте, Первый депортацию, да? Да, в Турцию. Вспомнил. Я вот слышал недавно, кто же там, какая-то, я не знаю, чтобы не соврать, ученый какой-то из Ингушетии, она говорила, что не 100 семей было, якобы, а есть данные, что они вот сейчас их обнаружили, что чуть ли не до 1000 семей из Ингушей мухаджирами ушли на Ближний Восток. Тогда, если вот они говорят и считается, если и Бог дал, то не 5000 чеченцев, 3,5 и 1500 все чеченцы. Ну, это как версия. А 50 тысяч чеченцев. Это как версия. И 50 тысяч, 35 тысяч чеченцев, 15 тысяч уарстхоевцев, семей, не человек, семей. И 1000 семей ингушей, наверное, переселилось. Но раз они увеличивают, потому что, насколько я знаю, официальным данным сайт, ты можешь поправить, если я не прав. Там же идет 100 семей назрановцев, 88 семей назрановцев, 1500 карбулаков и 3500 чеченцев. Просто проблема, еще есть один такой момент, что... Нет, они говорят, что якобы принизили Бахца. Если они говорят, что принизили ингушей, Масла Бахас, можно с таким же макаром сказать, что принизили и Новчи, принизили... И всех принизили. Весь, понимаешь, эти 5000 человек. Суюка же принизили, и Орспа тоже. У них, принизили количество.
Они, Да. наверное, этих 1500 орстой решили разбросать на тех землях, которые ныне сегодня введены или как бы включены в состав Ингушетии. Они этих орсойцев приписали к себе. Сай, Собордела, говорит, во время ногайско-кабардинских набегов в 16-17 веке 80% галгаевцев были уничтожены, остальные 20% поднялись обратно в город. У тебя есть об этом информация? Просто найди... Говорит, я просто, честно тебе скажу, никогда не слышал ни в одном источнике твою информацию. Не, подожди. Набеги, хорошо. Вот то, что ты говоришь, это просто реально должна быть бомбовская информация, говорится. 80% уничтожили нагайцы и кабардинцы. Где эта информация? У тебя есть? Говорит, а где ты копаешь информацию? Нам очень интересно. Башлам, с мечер копаем, определить дервай. Нет, я не слышал никогда. Да, он ждет, царь. Они говорят много башлам. Мы же не первые вот такие моменты от них слышим. Они много говорят. Я реально в шоке. В 16-17 веке до 80% галгаевцев были уничтожены. А фуктуется, ничего информация. Ты можешь хотя бы... Подожди. Это какое количество-то их было, что их уничтожили 80%? Там все поле должно быть, захоронено, должны быть в могилах того периода. Но там нету ни одной могилы 16-17 века. Ни одной. Так-то там... Или их санками обратно увозили. В грузинских источниках есть то, что говорит. Он имеет в виду тех, кто жили в одном большом селе. Ингалга, 80% всего населения, он говорит. В одном селе, это не одно село. Это что за поселение, которое 80% с одного села, Мухули? Ну, может, там по этому селе жило 10 человек, из них 80%. Да? Я не поддерживаю Богдати, свободеться. Я не поддерживаю Богдати. Просто ссылку мне скинь. Ты понимаешь, что ты говоришь? 80% всего населения Баха. Вы говорите, что у всех галга. 80% в 16-17 веке. Может, там за населенный пункт еще многие за определенно. Не, одно, ну тогда не надо говорить, что 80% всего населения Бахца здесь будет. Это разное. Одного села это одно дело. Опять же, у меня возникает вопрос, если 20% ушли в горы, Масла, если бы даже и разить Яксун, если бы то же самое сказал бы, если бы то же самое мне сказал бы чеченец, Нохчи, я бы ему сказал бы то же самое. Где ты взял, где это захоронение, которое... Аудис 80%. Ну, пускай ссылку скинет. Ну, тут я реально хочу. Да. И пусть... Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Удешься. Нет, я задаю вопросы неудобные. Да, Ладух Шубислав. Ты сказал 5 типов орсхо, духабон, я могу тебе назвать. Я не сказал 5. Я сказал от 7 до 8, точно до Не от 7 до 8. Я написал 12, а сейчас посчитал больше 2 раза. А гарнаш там, домацон. Гарнаш, масадуется, первоначально. Нет, тут вы чуть-чуть не путайте. Тут как бы ситуация чуть-чуть другая. А вот, допустим, возьмем Булгучев, был Хароев. Два разные, но Шинвиша Хабел больше, они как бы Хабош, уже Бихбел был. Также и Фаргиевы, ну, многие, что так, вот как Гулоевы, Мержоевы, Тучоевы, Хучубаровы, очень много. Да, ну, Танц уже получается. Я же не про это говорил. Есть официальный Уарспай. Допустим, по Чеченской республике, Масла Хавецой, они идут как Вар Тухум идут они, чеченские. Ну, у нас общество, да? И в него входит 7 или 8 тейпов.
Понимаешь, я о чем говорю? Башлам, я понял, ты мне это не объясняй, но здесь чуть-чуть по-другому понимаете. Я понял это, я понял. Да. Я имею в виду. Официальный так, молодой дичь. Я тебе про официальное говорю. А то, что Гарш нет, садись, Володь, тогда и в Чечне появляется у тебя не 160 или 130 тейпов. В Чечне 200 человек получает, 200 тейпов. Нет, тут, допустим, смотрите, вот, допустим, возьмем Мержоева, да? Угу. Вот, которые живут в Аухе, в Чечне, в Ингушетии, они же цаш мабуш. Так. Уже тейп тухус. Теперь еще вопрос. Смотри, вот, Башлам, ты Галай называют Орцой, правильно? Да. Нет, у нас нет уже. У нас нет. У нас я вот этот... Я уже разговаривал с Роповым, Галаев Арбац. Я когда начал спрашивать, у них очень много нехов внутри. У Айхуза Галай идут отдельно, честно сказать. Я их не отсоединяю, но Галай так, идут. Да, вот сколько, 90-м я, наверное, в начале последний раз был, потом меня долго не было. Я приехал, я когда удивился, услышал Галай Орско. Галай, это вообще всегда как тейп-шоу. Да. Они отдельно идут. А Орсхой это вот, как бы, ну, фамилия я могу, которая здесь. Чинхуай, также идут, которые... Да. Они идут отдельно. Дох тейп маду Галай. Очень большой. Очень дохкаду. Ну, не по чеченским масштабам. Галай, дох тейп. Нет, вообще, да. И плюс ко всему, он, знаешь, что самое интересное? Он идет так же, как и Садуай, Галай, Варандуай. Они идут как одни из древних тейпов идут. Они как древние. Да. Понимаешь? Да. Поэтому я не буду говорить, что сейчас отдельно дудать сбордать, там я не знаю. Но в основном, когда ты затрагиваешь, ты смотришь, Галай идет как самостоятельно идут. Да, абсолютно. Я вот последнее, вот, когда приехал, вот, когда в 2000-х, я услышал, что Галай начали Орсхой называть. Они никогда не назывались Орсхой. Ну, сейчас я как бы не буду в эти как ты знаешь, оставили. Ну, это они как хотят, так и могут и говорить Орсхой. Ну, сон хазядат, а то, что вот этот по высылке, документы же есть. Там же не сперва указывается по дворам, сколько дворов выселено, а потом уже поголовная численность. Угу. У тебя же на странице была вроде эта статья, или я у кого-то видел, несколько раз я видел, читал ее. Да. И до этого. Да, там сперва дворовая идет, сколько дворов выселили там, а потом идет уже общая. Ахайнс дүйч, что ситуация, яри ваша, Хусейн, они просто-напросто идут как отдельно считаются везде. Я не знаю, почему, короче, Алекс все равно, я не буду вашим вмешиваться. Ну, Галай... А это про что? Не, он просто про говорит, он пишет, Галай Орсхой Бааля Зинцо. Ну, халита, азам этот, я асайндуйтер, да, Галайса, Гергална, причем Юхим Гергална. Да, я им говорю, что масыл Орсхой, а знаю, вот здесь рядом 3 дома подряд. Кочер, Гергал, будешь, Галаева, Обумтер. Я говорил, хубук, может, я не знал. Это уже я не могу говорить и утверждать. Я вообще-то думал, что сегодня чуть пораньше закончу, но раз очень много людей, и мы не решили, не закончили. А если эфир кончается, могут потом не зайти. Я перезагружу и отдел продолжить ее. Думаю, что время просто заканчивается, надо перезагрузить мне. Давай, Башлам, давай, я перезагружу.
Ваалейкум ассалам. Марк Эней, ваша ахуца хатин, в чем проигнорировал? Если я какие-то вопросы не увидел, то не нужно говорить, что я проигнорировал. Я же отвечаю всем. Это телевизор всегда у меня работает. Если вдруг что показывает, не показывает. Вот такая вот ситуация. Хотел сегодня, конечно, чуть раньше закончить, потому что некоторые подписчики просят, чтобы все укладывалось в регламент двухчасовой. Ну, час или 2 часа. Но, к сожалению, у меня не всегда получается это. Это не от меня зависит. А что касается Галай, Уастхуай и Цаумир Дошу Гюзри, у нас и Чинхуай, и наш Хуай, они тоже часть ночи народа. Как и Галай, кстати. Но они тоже идут особняком, они идут отдельно, идут как тейпы. Там нет уже ничего такого. 10 тейпов Кей идут отдельно, Вэппи идут отдельно у нас. Тоже цен ночи тейп наш тоже хадош модель. Они не надо говорить, что тхабац, тхуесбац, самдац, мацабах. Как раз таки оно все и есть в любом случае война из Хукшаду. Просто в многих местах они идут отдельно, и тут я никого не хочу. Гарниш, и дальше. И вопросы как раз таки. Башлам смотрел фильм «Основание Владикавказа». Честно сказать, мне скинули, но я не смог пройти. Вроде бы заблокировали, говорят, этот фильм. Я не смог посмотреть его. Тот сайт, который мне скидывали, заблокирован был. Галай не народ. Галай тейп, да. Дох тейп, шир тейп, да. И Чанты входит в Тухум. Варюк, да, что заново залили. Но в Чигалай скинь, я посмотрю обязательно. Но я вот скинул вот этого брата Уазда Чухуасинас, мне понравилось и очень такое доброе видео. Я знаю, что там снизу не все как бы воспринимают это по-своему каждый, но это дело каждого человека. Если ты видишь, что творится добро, значит, нужно распространять добро. Хезендац Галай Шаш Холзама, Чуа Орства Хиладац Ош, Галай Масухайн Орства Дой. Возри, ой, шатик садух, иншалла. Халой Ош, Ато Больш, из Дош Тушун Сутя. Мы не про это говорим. Мы не будем делить. Я просто хотел узнать только тему про количество. Я просто указал видео и сказал, что в этом видео указано, я указывал, говорил, что вот начиная от Даттыха и вот это вверх, все Троицкое, не Троицкое, Карабулак, Молгобек, что там проживали, как говорится, по этой гряде проживали Уарства, я сказал. Почему-то они восприняли это не так, как является правдой. И, честно сказать, ладно, не будем сейчас мучить, как говорится, это. Каждый знает, кто. Не нужно тейпом и тухумом объяснять, кто они. Абсолютно. Джанти самодостаточный тейп. Они в тухум никакой не входят. В самом деле входят они лишь... Тейп антиро. Ваша то же самое можно сказать о многих других самодостаточных дочь. Са тейп дацо. Назови хоть один не самодостаточный чеченский тейп. Давайте не будем сейчас говорить за них или за кого-либо. Есть официальность подтвержденная, есть неофициальная. Мы говорим как раз-таки об официальных. Ты древо видел наших людей? Нет, я ваше древо видеть не могу. Но в Чигалай не сюда, в директ скинь мне, директ. Там посмотрю я. Вот. Но в чего я не видел, Горец, честно тебе скажу, про сражение 16-17 века, где было уничтожено 80% населения, вот этого я на самом деле не видел. Честно тебе скажу. Вот этого я не видел. Аллах, честно я тебе говорю, как есть.
Дерево я видел, сосны, елки я тоже видел. В Ютубе просто набери Владикавказ, история основания, сразу появится этот фильм. Зиза Зезик. Посмотрю обязательно, да. Если вы хотите, вы можете коротко сказать, объяснить. Я не могу понять, в чем проблема. Я по этому вопросу... Ну, чисто для информации я, конечно же, посмотрю, потому что если вы говорите, значит, что-то есть интересное. Скину. ДРС хрюнохчик галай. ДРС уже нога затекла. Что насчет фильма? Почему такой резонанс вокруг этого? Я не знаю, честно сказать. Я не видел его. Башлам. Нохчи тайп дуй. Дейт тайп дуй нохчи. Дать дейт нохчи тайп дейт. Меча. Нохчи дух тайп. На что? Бях бомбил. Чуаши лою. Отец, это же мщело. О, ой. Холодно. Лучше первый год посвяти этому делу. Да ты кому уже пожелал? Кому что, кто посвятил? Чему посвятил? Так, никакого резонанса нет. Грузин спонсировал на свой лад и все. Алепо. Цаума, да, Алепо. Нет, Туша, когда придет сообщение о том, что Вала, суетолог, отопление есть, но оно вообще... Короче, знаете, какая ситуация? Уже 3-й год подряд отопление очень слабое. То есть они не поставили этот моторчик, который воду гоняет, и теплоотдача очень слабая. Я и писал, и в этот ТСЖ писал, и в другое. 3 раза звонил в управляющую компанию, но ничего они не делают. Я уже позвонил в теплосеть, попросил у них, чтобы как-то отреагировали. Они говорят, наши услуги довести тепло до дома, а все остальное, что там происходит, это должны решать ТСЖ. ТСЖ ничего не решает, там обещает. Из-за этого у меня здесь и сырость, и холодно. Ну, я там 2 одеяла трётал, юргуна, что всегда вижу. Ну, вот такие вот у нас некоторые люди удивятся. Башлам, честно ответь, после эфиров на кухню идешь, ешь. Казак Фатим, честно скажу, не иду, не ем. После эфира я в основном или ложусь спать, включаю телевизор, или читаю. Иногда слушаю музыку и засыпаю. Ну, если не время намаза. В кухне у меня такая, как тебе сказать, ситуация в кухне какая хотела, как бы тебе, холостяцкая, понимаешь? Так что зайдешь ты туда, не зайдешь, кроме кофе и вот каких-то таких вещей, ты ничего там не найдешь. А остальными я не пользуюсь, как говорится. Кушать я не готовлю, редко, там, когда совсем. А так, на скорую руку. Я очень сильно люблю молоко, сметана. И вот у меня всегда есть свежий хлеб, молоко. Вот. И наша нацарка. Я только питаюсь таким, только домашним. Башлам, у нас тоже такое слабое отопление. Я не знаю, что будет, когда холода будет. Суетолог, вала, вот такая вот ситуация очень не самая приятная. Я не знаю даже, как и быть. В этом мире много чего ты не знаешь, а возможно знаю. Так же наоборот постоянно. Горец, плохой из тебя философ, честно тебе скажу. Мне жаль тебя. Я никогда не претендовал, что я все знаю. Но я знаю, что вот то, что ты рассказываешь, оно логически никак не может быть и невозможно за все население. Или ты явно преувеличил, что так характерно для многих. Или ты явно ошибаешься, сам того не зная.
Башлам, воздух так есть батарейки. Нет, вариант есть, Ваша Макар, у меня это старое отопление, чугунные батареи, воздуха, нету клапана, который воздух. Они теплые, так-то они теплые, но не горячие. Башлам, ты где живешь? Я живу в городе Грозном, в микрорайоне. Нарния наносила сегодня ответный удар, что я пропустил? Да нет. Кому что наносить? Жениться тебе надо, брат, Башлам. Все нормально, за жену не переживайте. Башлам, ты прямо как кот любишь молоко и сметану. Я очень сильно с детства люблю молоко, сметана. Ну, обе рамей, бебки, молочный продукт я очень сильно люблю. Так воспитала меня моя бабушка. Молоко мое все. Это и самое жирное, и козье молоко, и коровье молоко. Любое, без разницы, я очень сильно люблю. То есть, ну, жалуются, наверное, жалуются, что поделаешь. Ну, пускай жалуются. Домашняя, фермерская, как говорят. Керла зама, я не знаю, братья. У меня оно открытое. Юалах щукай, жалуются, делают все, что угодно. А так у меня доступ открытый, не закрывал Башлам. Нет, вы очень сильно ошибаетесь, Башлам. Аллах, да. Мади, умничайте, я с тобой нормально разговариваю. Умничать, да, ошибаться. Я отвечаю так, как ты пишешь. Возможно, ты умничаешь. Философствовать на вопросы, которых ты не сведущ, не стоит этого делать. Совсем к тебе уважение. А если ты хочешь заниматься историей, никогда не преувеличивай, преуменьшай, тогда будешь больше прав. Вот, Аллах, дюа, как брата мусульманина, поэтому абсолютно умничать, товарищ вас. Но когда ты рассказываешь историю, нужно осторожнее быть. Я-то тебе еще это говорю, люди просто будут смеяться с тебя. О каких нагайцах и кабардинцах и о каком уничтоженном 80% населения ты говоришь, я не знаю. Таких битв я не слышал в 17 веке. Вот, я же не пытаюсь тебя оскорбить или задеть. А ты умничаешь. Когда ты говоришь, ты думаешь, я не вижу твои сообщения, что ли? Когда ты говоришь там, иное мнение от Башлама здесь неприемлемо и так далее и тому подобное. Мне твой сарказм абсолютно не делает ни тепло, ни холодно. Но если ты говоришь о чем-то конкретно, об исторических каких-то процессах, мне вот интересно было, я тебе задал, скинь мне ссылку, я почитаю, может быть, что за ссылка на хороших авторов. Мне как самому, я не говорю, что ты сказал, говорится от себя. Ссылку просто скинь, кто это написал, Духвахак. Разве я... Ладно, как говорится, я тебе от души сказал, а там дальше ты можешь говорить все, что угодно. Я тебе больше ничего не скажу. Айлук дейси шуха. А там дальше уже каждый пускай выбирает свое. Дальше. Я понял с тобой. Да, Суетол. Я вас слушаю, я отвечаю на вопросы, я не ушел, не уснул. Задавайте вопросы, я отвечу. По крайней мере, то, что я знаю. Телевизор мял дюймю.
У меня очень маленький и слабый телевизор в Алхистане. Это 65-й, нет, 65 дюймов, кажется, да. Маленький телевизор. Не крутой, не смарт-ТВ, ничего. Это простой маленький Samsung. Нет, не Samsung, LG, кажется. Вот. Ну ладно, Шина, ну сим-симуляция истории. Очень мало информации про сим-сим, Ахмер. Достоверных источников, пока я собираю про него. Нет, я не видел это дерево. Ты знаешь, что касается так, телевизор и яйца сейчас никто не смотрит. Нахчаму, есть два канала, Амад Ваша. Там эти два канала, знаешь, History канал есть, очень хороший канал. Там очень много интересных моментов, особенно по Хуритов, Урарту. Вот про них есть. Вот я такие вот официальные, там, первый, второй, там, ТНТ, такие вещи не смотрю. А вот исторические, я же один в основном. И чуах сайцани, когда есть посторонний шум, тебе кажется, что ты не один в квартире, не один дома. То есть более самохулка. То есть это такие немножко психологические темы, чтобы перебить одиночество, чтобы перебить многие вещи такие. Вот. Кто 2-3 часа ночи же никто не будет со мной сидеть и ждать, пока я там общаюсь или веду какие-то там прямые эфиры. Поэтому, чтобы не чувствовать себя прям уж таким одиноким старым волком, включаю. Мекчелизам, Умадас, там сейчас единственная одна проблема, прямо посередине экрана, как всевидящее око такое появилось, такое, видать, за возраст. Телевизор 7-го года, ему уже 14 лет. Пора умирать, но он держится. Так что ничего. Давайте дальше задавайте вопросы, если есть. Если нету. Рамазотти, сайт, чай, где тайна? Да, посматривай, да, умахазум шамгурдат, он суетолог. Башлам. Брус Аллаху, Абюс Аллаху Обуга. Дерес хилваша, дал сидуала, дал духуахуала. Дал сагуэл алесто таандака. Хадег меллях чудер. Богдиснек эзершка соудолил. Всем, кто донатил, помогал. Прошу прощения за некорректный вопрос. А почему не жениться? Нет, это другая тема. Одиночество не в таком понятии. Фатим, не переживай. Я свою норму выполню, обещаю. Машлам, представь, джинны придут за тобой из числа. Джинны, ты знаешь, джинны с самого рождения со мной. И без разницы какой национальности. Я понял, что заборелись. Но если готовишь, он дается. Равдинчину рездук. Иншалла. Так что все, что написано, все, что Всевышним предназначено, оно никогда не уйдет. И вот нежданно, как говорится, наш брат Эльстаншхоевский Апты задонатил. Апты дал сайвел, хаданата, дал духуауан, будиснак эзашка соудолил. Эльстаншхоевский борщ, оказывается, тоже в эфире. Я и не знал, честно сказать. Моя братва Омар Рей, Апты погрязли, так сказать, в философии тё и исчезли. В последнее время их вообще не вижу. Их философия тё
поглотила просто-напросто. И вот сегодня я, как говорится, одиночка, они погрязли. Понятно, значит, ждешь Монику Белуччи, будет на твоей улице. Нет, конечно, я не жду Монику Белуччи. Фатим, я брюнеток не сильно жалую. И мне не нравятся брюнетки. И Монике Белуччи, наверное, столько же лет, сколько моему отцу. Пока на гулянке ему вышла. Я понял вас, философия тё. Умадац. Каждому свое, как говорится. Каждый веселится так, как может. Зависай, пока молодой, братан. Макар Башлам. Неправильно было бы с точки зрения истории обозначить все исторические наши земли со всеми соседями. Что это не значит, что мы сегодня требуем возврата? Конечно, правильно. Было бы правильно, согласен с тобой полностью. Башлам читал, что у Абрека Залимхана корни были черкесские. Нет, неправда. Я читал, но Абрек Залимхан чисто чеченского происхождения, ногчи происхождения. И ставят Харачой. А вот харачоевцев, что приписывают к Черси, то есть черкесам, такое слышал. Но это не больше, чем бред ксивой кобылы. Со всем уважением к моим братьям-адыгам. Это и Турпал Айл, брат, задонатил, Турпал Айл, дался Айл, донатил, дал духуа, хвоил, болдись на гезершка, солдолил. Огромное спасибо моим братьям, которые донатят и помогают нашему каналу. Вот так вот. Ва алейкум ассалам. Поэтому со всем нашим уважением, но ни харачоевцы, ни чунгуровцы, ни чермоевцы, которые все относятся в основном к одной ветке, не являются адыгами, черкесами. Башламу, Дубах, Яхал, Шишани, официал. Ну, держимся, как можем. Мне 7-й десяток, у меня переполняет гордость за вас, мои родные. Нохчу Онхвай, за вашу деликатность. Друг другу держитесь так. Дерез, Хилдал, Сидвайл. Огромное спасибо за такие добрые слова, за любовь к своему народу, своей истории. Огромная благодарность всем моим подписчикам, то, что вы стойко держитесь, не отступая, как говорится. Это очень важно, это очень нужно. Если не мы будем передавать знания, познания своей истории, да и вообще передавать все, что важно для нашего народа, то кто сделать вместо нас? Появляется новое поколение людей, космополитов, которые достойны только презрения. Презрение должно быть каждому, кто сегодня пытается оскорбить, задеть или порочить честь нашего народа. К таким людям должно быть презрение. У самого народа должно быть презрение. Каждый человек, пока оскорбляет свой народ, к этому человеку должно быть презрение. Ибо, являясь самим частью этого народа, эти люди оскорбляют во благо своих личных амбиций, своих обид или карманных интересов, оскорбляют свой народ. Эти люди недостойны того, чтобы они были частью нашего народа. Они достойны презрения, вечного презрения от нашего народа, поскольку в каждом народе есть паршивая овца. И дай Аллах, чтобы никто никогда, чтобы среди нашего народа все меньше и меньше было этих овец, которые паршивые, которые будут каким-то образом задевать и оскорблять наш народ. Вот. Башлам хопар Бог бинуй хотигат армацгина мячуксу. Меча. Пар имеется в виду где? В парламенте. В парламенте я не работаю. А приглашать меня приглашали. Я и в правительство был очень много, и в других местах. Ну, поскольку, когда собираются общественники, общественные организации, я, конечно, присутствую и езжу на разные мероприятия. А так, работать я не работаю в парламенте. Я понимаю, что мне этот вопрос почти в каждом эфире задают. Я баллотировался в депутаты, но, к сожалению, вы увидите, сегодня я не депутат.
и я не работаю в парламенте. Башлам, как ты относишься к извещению... Не понял, Башлам, как ты относишься к извещению чеченского языку? Вопрос непонятен, нормальный. Изучению чеченского языка или что? Перефразируйте, пожалуйста, ваш вопрос более конкретнее, чтобы было понятно. Вот я вспомнил. Да, на встрече там общественников, там НКО. У меня было свое НКО, некоммерческие общественные организации. Меня награждали много раз, то есть грамотами за активную деятельность, за любовь к своей родине, там разные грамоты получал. А это за мою работу, ну уж точно не за то, что... Если бы я был бы в парламенте, я бы с радостью, мне без разницы, главное, чтобы я мог приносить какую-то пользу нашему народу. Конечно, как и любой человек, хорошая зарплата, хорошая работа – это гордость для своего народа должно быть. Ну, пока не судьба, но так я был и директором департамента социального регионального развития администрации президента и правительства Чеченской Республики. Я проработал лет 5-6. Вот, ну, как говорится, Бог дал, Бог забрал, Бог друг. Хилаху, и бываешь вообще без работы. Я тоже там не работал, но и там часто был раньше. Ну, так бывает. Башня на 9 села еще. Какая башня, не понял. Пусть станут райским воздухом для Хасухи ночи, который он Всевышнего. Вот так вот. Как-то вот такая ситуация была. Поэтому... Числиться одно дело, работать другое дело, мечтать о работе это третье дело. Вот. Ну, мы же знаем многих людей, которые даже не с нашего региона, которые в жизни не держали и автомата в руках. Сегодня говорят, что они воины, ветераны боевых действий и так далее и тому подобное. Я не про наш регион вообще говорю. Спроси их, они, ну, как говорится, такая вот тема. Хусейн. Исчезновению. Крайне категорически плохо отношусь к исчезновению чеченского языка и буду всяческого рода противостоять этому. Кто оскорбляет свой народ? Я не говорил, что оскорбляет свой народ. Я говорил о людях, которые занимаются оскорблением, осквернением языка и своего народа. Люди, которые пишут неправду о своем народе, пытаются всяким образом оскорбить, задеть честь своего народа. Рассказывают небылицы, сидят, вот, думают, что они реально услышали какую-то сплетню. Ну, короче, постучите по дереву, услышите то же самое, что у него в голове. Вот, не имея никакого доказательства. Есть, конечно, сегодня ДНК-проекты, которые могут с точностью сказать, к кому они относятся или нет. Поэтому не оскорбляйте, не задевайте свой народ, не пытайтесь задеть честь своего народа. Точнее, а наши предки отдавали свою жизнь не ради того, чтобы какие-то упыри неполноценные могли оскорблять наш народ. Сударь, лаждал диез, доцек бийца диез, кинчк язуца ез хайнцаха. 1000 раз перепроверь, потому что записать у кого-то что-то, взять, оскорбить человека очень просто. Аллах это был, инс беш был Бог, он мощный Бог, тухан бешухо, мадардич, куамаст. Ну, если я смогу, чечане официал, смогу сделать что-то полезное для нашего народа, я сделаю. Ценить мял хочешь. Пока есть возможности
единство нашего народа, неделимость нашего народа, территориальное, все что угодно. Это вот кто может мечтать о том, чтобы его народ разделился, был уничтожен. Чем больше нанесут вреду моему народу, тем больше вреда мне самому. Понимаете? Поэтому мы должны понимать, что если у меня нет моего народа, моих тейпов и всего остального, моей родины, какой смысл жить? А просто-напросто станешь каким-нибудь отребьем, очередным космополитом. Вот. Поэтому надо понимать, ценить каждую секунду, каждое мгновение, пока ты живешь, как говорится, в этом мире. Попытайся принести пользу своему народу. Это самое главное. Soon har vi utsatt de kvežer handladu asfeg elчевелся. Дересхил башлам. Читал про Абрека Кута из Даут-Мартана. Может, читал уже, может, читал. Вы меня простите, когда в голове столько информации, не все, как говорится, запоминаешь одновременно. Кстати, Фатима, сейчас как раз-таки показывают Монику Белуччи по телевизору. Вот. Да, совсем старая стала. Если Фатима еще в эфире, конечно. Но благо хороших людей больше, которые любят свой народ, вот, нашу историю. И будем надеяться на тех людей, которые достойны больше всего. Вот. Но упрекать Даут-Мартан — это Ачхой-Мартан. Раньше он назывался Даут-Мартан. Вот что я хотел сказать. Ну, если кто говорит, что я там ради чего-то или ради кого-то сижу, попытайтесь как-нибудь сесть, как я делаю, в часов 9-11 сесть в эфир до 3-4 часов ночи, не вставая, сидеть в эфире, рассказывать без книг. Да, бог, колокольчиками не извиня, бумажками не шевеля, рассказывать, читать, делиться, обсуждать особо важные и исторические, и географические, если нужно, и юридические некоторые моменты, как блогер, то посмотрите, насколько у вас это получится и как долго вы протерпите это. Конечно, этого бы не стоили бы никакие деньги. Хотя многие меня пытаются оскорбить, задеть, сказать, что мне пишут сценарий, что мне там кто-то что-то. Никто мне за это никогда не платил, никто мне сценарий не пишет. Я занимаюсь самообразованием, занимаюсь своей историей, хочу сделать максимально полезное для моего народа, несмотря на то, что они живут в Европе, в Казахстане, в Индии, да и разницы нету, где бы ни было. Чтобы они поделились со своими детьми, чтобы у нас хоть какой-то, так сказать, стартап такой своеобразный. А все, что у меня есть, это только то, что заходит, некоторые братья донатят, оставляют и все. Вот. Так что за это я им благодарен, и поэтому я благодарю. Хотя и за это меня упрекают, зачем я благодарю, зачем я это делаю. Да, вот, как говорится, я пытаюсь как-то хоть показать, что они тоже принимают лепту в этом деле и пытаются помочь. Вот. Многие ребята мне прямо звонят. Один Савашут, Тимур Бокш. Он каждый раз, когда себе заказывает книгу, он мне заказывает копию книги. И несмотря ни на что, он старше Садеха Нархалмегарвоштагуиз, но он привозит, отдает мне книгу, такую же, как он покупает, потому что возможность штякаяц. Другие братья пытаются другим образом как-то. Каждый
пытается понемножку. И когда мы все вместе, у нас все получается. Да, дух диет сунду, барт хиларду, цак хиларду. Так, масса, значит, атлуштации, муатта, что все так просто. И ситуацию юкшину зря. Ладно, наверное, на сегодня, завтра многие должны пойти на работу. Дам, как говорится, вам возможность отдохнуть. Вот. И хочу от всей души поблагодарить всех моих подписчиков. То, что вы сегодня побыли со мной в эфире. Аллах дайрез хилшун. Да воздаст Всевышний Аллах вам за добром все, что вы делаете. Особенно благодарность моим братьям, сестрам, которые поддержали меня сегодня и донатами, и добрыми словами. Дай Аллах вам здоровья, чтобы все у вас было хорошо, и приумножить все, что у вас осталось, в миллион раз. Всех вас прошу распространять максимально наш блог. Приглашайте на нашу страницу Башлам.39 на Инстаграм, также на YouTube Башлам39 Лайв. Приглашайте побольше подписчиков, ставьте лайки, оставляйте 1-2 комментария. Вам не трудно, нам это очень важно, чтобы поднять в топы, чтобы хоть каким-то образом мы могли максимально сделать охват. Да, у нас сегодня идет и прямые эфиры идут в Фейсбуке, Одноклассники, ВК, в Ютубе, и по радио идет. Все это есть, конечно, но все равно очень важно получить от вас и лайки, и комментарии, чтобы все поднять в топы. Да, на сегодня, наверное, я уже закончу, потому что, уважаемые мои братья, несмотря на все, что я пытаюсь сделать, ну, как говорится, мой ресурс тоже не вечный, не всегда я могу. Так уже сегодня я сижу 4-й час, да, почти что 4-й час я сижу в эфире. Вы-то заходите, выходите, шайгук, да, шудмяла, оттуда меня упрекали за то, что я в эфире даже там выпил кофе или сок, я не знаю, выпил, а ты можешь сделать это до эфира. Ну, постарайтесь сидеть на одном месте 3-4 часа, не выпив воды, не выпив там сока и что угодно. Это немножко трудно. Тот, кто не вел эфиры, тот, кто не занимался стримами, может быть, это умеет, но я, честно сказать, как-то иначе не могу. И что Масаль Дайрез Хил, еще раз, не забывайте подписаться, проверьтесь, подписались ли вы, там, лайкайте, делайте все, что можно, полезное, пишите лучшее. Здесь рассказывают о нашей истории, географии, о датах, да и общественно важные моменты обсуждаем здесь в эфире. Мы не занимаемся разжиганием межнациональной розни, противозаконными какими-то вещами. Пытаемся принести пользу для нашего народа, для нашей Родины и для каждого из вас. Аллах дал сидуэль. И я перед всеми у вас, у всех прошу, если каким-то образом я оскорбил вас или задел вас, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Ни в коем случае я не хотел ни обидеть, ни задеть, ни оскорбить ни одного из вас, ни тейп, ни вар, ни народ, ни общество, никого. Я лишь пытался с вами поговорить по душам, изучая и рассказывая об истории своего народа и взаимоотношения со своими соседями. С вами был ваш брат Башлам на канале Башлам 39. С вами мы, возможно, мы встретимся в среду, если у меня, как говорится, получится. Это все зависит не столько от меня. Сегодня телефон уже зашел свой по зарядке хватит. Не всегда бывают технические сбои, поэтому каждый мой пост я вас очень прошу, Дайрез Хил Адам, я вас очень прошу, всех, кто в Ютубе, у кого есть Инстаграм-канал, не забывайте лайкать, оставлять 1-2 комментария. Чем больше комментариев, чем больше лайков, тем больше новых подписчиков, и мы выводим свою новость в топы. А туда закидывать я пытаюсь максимально полезное для нашего народа, или же важное и нужное только. Аллах дал сидуэль, да.
Иногда, конечно, немножко и развлекаловку тоже закидываю, чтобы побольше привлечь и аудиторию. Масан Дерез Хил, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Масер Бюсте Халиоил. Пишите в директ, отвечу. Неотвеченных подписчиков у меня нету. Максимально постараюсь сделать все, что могу. Поделиться всем, чем могу. С вами был Башлам. Адикюэл, Бюсте Халиоил.